الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Машдоул, Нохчиктан, Дикмелдиш Кучу, Машдоул Шедиш, Нохчикоми, Док Маршалдук, Дала, Окши Мерши, Мершакулш, Ехил, Нохчиктан.
Приветствуем всех людей доброй воли, а также и недобрые. Будем их превращать в людей доброй воли, тех людей недоброй воли. У нас в гостях Ассирия, очень хороший парень. Поднять вас, дорогой друг. По Говорите. воле матери всех правоверных мусульман, халифы зачетной давалки, я благословляю этот эфир во имя Отца, во имя осла, сыра и свиногорыла Экбер. Вы думаете, это им поможет? Вы думаете, они превратятся в хороших людей? Я думаю, весь мир должен иметь хоть капельку чувства юмора, чтобы вообще не сойти с ума и не уйти во мрак окончательно. Присоединяется наш задунайский донской казак, убийца, насильник, маньяк, проститель малолетних детей, русский православный мусульманин, джихадист, шариатчик, установитель всемирного Просто не могу, когда это все зачитываю. Я просто вас представляю. Не, вы представляете, я так все зачитываю, все эти атрибуты вам даю. И вас представляю, и вы такой джихадист. Слушаем вас. Добрый день. Всем добрый день. Да, приветствуем вас. Моя страна Израиль, I'm Израиль Хан. Да, спасибо вам большое. Мне очень нравится ваш стрим. И он очень позитивный, он очень правильный и на правильном пути. Правда. От всей души благодарю. Да, мы всех любим. Вы понимаете, мы всех любим. Мы никого не исключаем из нашего общества, никому никаких претензий не предъявляем. Спасибо. Все пускай приходят к нам. И добрые, и хорошие, и большие, и маленькие джихадисты. Мы всех будем И превращать даже в хороших плохие, джихадистов, которые могут добрых. стать, в конце концов, хорошими, наверное, скорее всего. Я думаю, из самого плохого человека можно, наверное, сделать хорошим. Ну, во всяком случае, я не теряю надежды никогда. Абсолютно верно, совершенно верно. Надежда умирает последней. Кстати, можно вам просто задать? Вы вот у вас моя страна Израиль. Вы, значит, Да, жительница этого да. государства? Конечно. Я Как уже у вас там 30 лет ситуация здесь. вообще сейчас? Ну, пока спокойно. Вы слышали, Пока эти что- обезьяны Да, не они воплотились. нанесли удар, вроде бы Иран по вам снова. Нет. Кто В это новостях сказал? говорили, когда Дональд Трамп вернулся из поездки в Иран, какую-то ракету запустили, типа иранцы. Нет, у нас все Нет? Ну спокойно. хорошо, слава ладно, богу. все. В новостях Ну. просто это информация поступила. Хорошо. А вот вы Ну, вот думаете, как знаете, закончится что в сейчас ситуация? новостях это последняя инстанция, кому можно доверять. Я скажу Ну поэтому так. мы спрашиваем у жителей Израиля. Вот вы, как Да, нет, жительница слава Израиля, богу, у нас тихо, у нас спокойно. Я же говорю, пока аборигены, наверное, воплощаются в дьяволов, я так думаю. туземцы, Наверное, туземцы, набираются басурмане. сил. Да, в шлепанцах, в тапочках, Правильный на термин костылях, туземцы, забежавшие к нам, аборигены. уничтожившие за несколько часов наш народ. Ребята, правда, это так страшно, это вспоминать страшно. Конечно, страшно. Поэтому- Вокруг вас одни туземцы. Многомиллионная армия туземцев. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И поэтому я всегда говорю, среди всех народов есть порядочные. Но я исключу из варианта, это значит, арабы вокруг нас, они непорядочные люди, я скажу так. Они неграмотные, они не хотят созидать, они не хотят создавать.
Они просто хотят убивать. Это все, что им нужно. Это шариат, не пойму что. Что движет ими, я тоже не могу понять, ребята, не могу. Идеи джихада. Страна Израиль, прошу прощения, Ну, что перебиваю вас, хочу вас поправить. Аборигены – это коренные жители, то бишь вы. А арабы-мусульмане – это туземцы. вот, ну, скорее всего, Ген – так, это да. значит коренной. Я оговорилась. Ничего страшного. Ой, ну, короче, кто нас поймет, тот и поймет, действительно. Кто нас понимает, он понимает. Туземцы. Ну, вы понимаете, я сегодня присутствовала на одном стриме, и нам товарищи мусульмане из Казахстана почему-то уличают нас в том, что мы заняли 2-е место, надсмеиваются на Евровидении. Тем не менее, мы хоть на 2-м месте, а эти граждане, они без места. Эти граждане, я выражусь, ходят в туалет в дырку по сей день. Вы понимаете, люди, которые ни кола, ни двора, ни родина, ни флага, говорят нам, делают нам замечания. Кто бы говорил. Моя Поэтому страна я... Израиль. Прошу прощения, Да. не надо оскорблять наших братьев-мусульман. Мы, мусульмане, по воле Аллаха, будем долбиться в шоколадный глаз. Мы долбились в шоколадный глаз, мы долбимся в шоколадный глаз, и мы будем долбиться в шоколадный глаз. Это привилегия, дарованная нам Аллахом. Да, ну, удачи вам. Я все понимаю. Это сарказм, конечно, я все понимаю. Короче, ребята, у вас очень хороший стрим. Нас всех очень спасет позитивный. шоколадный глаз. С именем Да. Алляха на устах, во имя Алляха, во славу Христа и Русни, полный джихад. Нет, Ну вот видите, как неправильно. интересно. Нас спасет мать всех правоверных мусульман, зачетная давалка Мия Халифа. Алляху Экбер. Ой-ой-ой. Моя страна Израиль. Это Вот уже- вопрос вам можно задать? Давайте вам вопрос задам. Да. Сейчас такой вопрос. Вот вы как думаете, чем закончится вот это вот противостояние и агрессия, также угроза экзистенциальная Ирана вот Израилю? Как вы думаете, Иран успокоится или нет? Вот вы как думаете? Вы знаете, они уже обессилены, я вам скажу честно. Вот то, что мы видим, они уже обессилены. Во-первых, смотрите, ребята, экономика у них уже одной ногой в могиле, как они сами. Ну, за народ не буду говорить, народ там страдает, вы сами это знаете. Я никогда против народа не скажу что-то плохое. Потому что, ну, где-то, в частности, я считаю, что народ тоже виноват. Если бы в свое время восстали и противостояли своему вождю, может быть, было бы намного лучше сегодня им жить. И я думаю, Вы что думаете, они так в легко полной восстать, жопе. когда в каждом углу находится ксир? Вы же должны понимать прекрасно, что там аятолла ничем не правит, там правит Ну, клан. смотрите, а как же в Ливии, как же восстали в Ливии? Они же смогли его свергнуть. А как же в Ираке? Они же смогли все-таки его свергнуть, ребята. В Ливии Вы хотите чуть-чуть- сказать, у них разные в силы? Ливии чуть-чуть, Может быть. Система другая. Джихадистов там спонсировала Турция, туда вливались огромные денежные средства, огромные финансы, оружие, медикаменты, вплоть до наркотических. Одна Так террористическая и в газу группировка тоже вливаются свергала столько же другую оружия. В террористическую. газу... Я извиняюсь, я перебиваю. Вы знаете, какое количество оружия пересылают в газу? Вы себе не представляете. Гуманитарная Да помощь. уж Там это представляю, не... поверьте мне. Так и поэтому они сегодня на дне. Они живут в такой дыре, они в таком кошмаре живут. Поэтому я думаю, что Иран все-таки он не повторится. Он не захочет второй раз, чтобы снова его, ну, отделали по попе, скажем так. Почему-то я так думаю. Не знаю, что у них в голове, один Всевышний знает. Вы же знаете, какие они ненавистники нашего народа. Они нас презирают, они вообще поставили у себя часы с таким намерением, чтобы считать, когда нас не станет от слова совсем. Ну, к великому сожалению или радости для них, не знаю. Такого дня они не увидят, и никто не увидит такого дня. Потому что, ну, ребята, не буду гордиться, как говорится, нельзя нам гордиться. А хвалиться тоже не буду. Вы прекрасно, кто уважает мой народ, он знает, какие мы миролюбивые. Что бы кто ни говорил.
Ну, крышка им будет, если захотят снова войны, значит, будет им крышка. Я думаю так. Силы у нас на это хватает, слава богу. Средств тоже. Кто бы нам не помогал, что бы на нас не думал, что бы ни говорили, как бы ни очерняли. Все у нас есть. У нас все есть, ребята. Мы только за Израиль. I'm Израиль хай. Израиль победит, потому что он прав. Нохчу, я только скажу, что вы никогда не жили с арабами, вы всегда жили бок о бок с евреями. И никогда, я думаю, я уверена, я сама с Дагестана, я уверена, что никогда вам вреда не приносили вашему народу, вашим домам, вашим семьям. И всегда жили дружно, я всегда жила с мусульманами. 20 лет я прожила в Дагестане. Все, я уехала в Израиль. А я всю жизнь Никогда прожил не среди жила. джихадистов, мусульман, исламистов. Ага, вот видите как. Джихадисты, между прочим, руководимые с ФСБ Лубянки. Все мусульмане-джихадисты, все с Лубянки, с Москвы. Все джихадисты, вот все. Потомственные джихадисты, мусульмане, убийцы, насильники, маньяки, по сунне пророка Музмамада. А Музмамад, вы знаете, по-чешски муз это значит член, кстати. Муз это член, потому что все его идеи крутятся вокруг члена полового детородного органа, находящегося между ног. Я слушаю вас, продолжайте свою историю. Вы говорите, что... Вот я знаю, что вы отошли от своей религии, но это же не просто так. Нет, мы никогда не Значит, были в есть- ней. Вот ваш покорный слуга никогда, с малых лет, Никогда, а также его вот предки, видите как. никогда, А почему повторяю, что вы же все слышали, ваши не были в собратья- исламе и не были мусульманами. Правильно. Никогда. В мой Правильно. период Почему быть же мусульманином было зазорно. И когда говорили, ты мулла, ни один мулла не мог сказать с гордостью, я мулла, они прятались. И ходили укромкой друг к другу и типа делали там мавлиды и все такое. Потому что мулла это было зазорно. У нас даже есть пословицы чеченские. Бюдин ахмуал бисантуал. Значит, в переводе на русский днем яйцо ходит, там, гуляет, пьет, к девочкам клеится, а ночью мулла. То есть, извиняюсь, подожди, А вы можете днем мне мулла, сказать? типа, а ночью это гуляет, к девочкам ходит, типа, пьет, бухает и занимается всеми вот этими делами. Но мы не осуждаем никого, каждый имеет право вести свой как образ он- жизни. Да, правильно. Я могу спросить у вас, вот у вас есть такой танец, по кругу бегают, да, они все друг за Зикристы. другом. Зикристы. Это нам завезли русские тоже с помощью своих кумыкских мул. Это называется зикр. Идиотские танцы Вы, значит, шаманские. не одобряете это, да? Вы Абсолютно. противник Вы что, это этого? же идиотизм. Это нашу энергию пассионарную превращать в идиотизм, чтобы люди не думали о своей свободе, о своей родине, а кричали в танце таком бешеном зикре «Аллаху Экбер!». Конечно, мы это не признаем. Это к нам привезли в конце 19 века. Русские завезли. Во время Я поняла. так называемого Машамиля. Я поняла. Кунта хаджи, Ташу хаджи. Потом был еще один какой-то у них хаджи кумыкские, все вот эти вот. Их муллы. Русская империя-то имеет большой опыт по исламизированию всех народов оккупированных территорий. Хорошо, еще один вопрос. Вот смотрите, когда у вас была война с Россией, очень многие У нас не убежали, было войны да? с Россией. Россия просто пришла к нам с оружием и убивала нас. А мы не воевали, мы Ну просто да, умирали. да. Вот многие из вас, вы уехали в Европу. Кто куда? Почему? Не есть уехали, такие, а вынужденно убежали. Кто как мог. Вот, хорошо. Вы меня поправляете, потому что я не Не, я очень не знаю. поправляю вас просто- абсолютно. Вы говорите, как вы думаете, знаете, а я буду вам Да, просто да, не да. вам, а нашим слушателям Да. давать просто информацию. Вот смотрите, многие, которые уехали вынужденно, да, в Европу, ну, почему-то вот больше половины я слышу положительно отзываются и против арабизма, а почему-то какой-то процент присутствует все-таки, который, да, за арабизм, но тем не менее они все сидят в Европе. Почему так? Потому что... Почему они склоняются к этому? Почему им по душе арабизм? Потому что вы разные, вы абсолютно разные, вы люди разные, у вас культура разная, а даты разные. Потому Как что может там быть? халява, там социалка. Вы Вы задали думаете? вопрос, отвечать? Да, конечно. Давайте, до нахши, я потом вам дам возможность. Потому что с 1987, 88, 89 годов у Российской империи, которая называлась СССР, они же понимали, что они не выдержат. Хотели сделать перезагрузку. На английском это называется update. Переформатировать свою страну. Типа страна развалилась, потом Российская империя в себя приходит, и они обратно захватывают новые территории. И они запустили вот эту вот идеологию исламское возрождение. Начали они с Казани, с Астрахани, потихоньку начали вот этих мусульман выявлять и закидывать, как в России православие, а мусульманам
исламское возрождение. И нас начали потихоньку исламизировать с 89-го, 90-го, именно фундаментальный ислам. И на Коране, построен на Коране сунни пророка Мухаммада, убийцы, насильника, маньяки, растителя малолетних детей. И потом они пришли с оружием нас убивать. Убивали, просто убивали. Там не было войны, это все сказки. Все те, кто рассказывает, там чеченцы героически воюют, это неправда. Абсолютно Чечня не воевала против России, у нас не было ни оружия, ни сил. Просто вот эти вот вооруженные, чем попало и как попало люди чеченской этнической принадлежности, бегали из села, из населенного пункта в один пункт, с города в другой, где-то стреляют, там все разваливают. А российская машина военная, она просто приходила, убивала, перемалывала всех, убила нас, просто уничтожила. Просто уничтожил. Потом вторая война, перед тем, как вторая война началась, обратно снова исламизация, там чеченоговорящие так называемые лидеры, мусульмане, проталкивали идеи шариата, потому что народ-то надо обманывать. И первая власть Дудаевская такая же была, с русскими совместно работали там. Потому что это тонкие там детали, сейчас мы не будем вдаваться в подробности. Кто вам говорит, что Дудаев герой, это все сказки, все ложь. Все его окружение, это были временщики, бандиты, тоже уголовники. Всю шушеру он вокруг себя собрал. И продали они идею чеченской нации, вот таких людей, простых, как я, чтобы страна была независимая, суверенная и была полезна для чеченцев, а не для каких-то мусульман, для России, для Запада. Мы боремся за чеченское национальное самосознание, сохранение и государственность. Нам не нужен ни шариат, ни джихад, ни против кого-то стоять, ни за кем-то стоять, за кого-то воевать против кого-то. А они хотели удержать власть, договориться с верховным командованием. Но верховному командованию в лице России нужны только рабы. Как и Украину они же оккупируют, и грузин, и всех. И так идет этот процесс. Пришли, убили всех обратно снова во Вторую войну. Кто как мог убежал, унес ноги, так скажем. А они тем временем укрепили снова по новой тот же ислам, который типа они хотели убрать из Чечни, с новой перезагрузкой. И прислали сюда, в западные страны, своих мул, имамов, в которые ходят их диппредставительства в консульство, получают инструкции, получают денежные зарплаты, деньги, пособия, строят здесь мечети, это их притоны. Это их притоны ФСБшные, где они всех ставят на учет, передают списки. И занимается пропагандой ислама. Из этого вытекает что? Учителя во Франции убил, зарезал чеченоговорящий джихадист, мусульманин, исламист. За что зарезал, спрашивается? За идеи ислама. А чеченцы что имеют с этим исламом? Зачем нам Коран, сура, Камасутра, Коран? Чеченцев нет ничего общего. Сам факт того, что этот пророк Бедуин, так называемый, 9-летнюю девочку изнасиловал в доме своего лучшего друга с малых лет, которым он дружил, его дочку, это уже противоестественно для чеченцев. Это один факт этого даже говорит о том, что чеченцы ничего не имеют общего с этим. И вот они вот исламизируют, пугают, запугивают, приходят, убивают, запугивают. А сейчас они через... многие чеченцы хотят домой поехать, я понимаю, я их не осуждаю, связь с родиной терять нельзя. Они становятся мусульманами, потому что приезжают чуть-чуть, там одни мусульмане. О том, что русская оккупационная власть, Россия навязывает нам ислам, шариат. Только в Чечне у нас шариат. Во всех других регионах другой ислам, а в Чечне полный джихад и полный шариат. Все во власти мул, имамов, ФСБшных и Главного управления ФСБ по Чеченской Республике. И поэтому все чеченцы, которые на Западе друг на друга стучат, ходят и дают списки. И поэтому все чеченцы мусульмане, бородатые, ходят в эти мечети, притоны, гадюшники ФСБшные. Все муллы продажные, Басхан Музмагомадов продажные, Муса Ломаев продажные, Ахмед Закаев продажные, ФСБшники все, Кутаев Руслан. Все вот эти так называемые политические деятели исламистского толка, даже светского, это Джамбулат Сулейманов, все вот этот ЕСПЧ, там, кто там ходит, там, старик тоже все время митингует. Все ФСБшники, мусульмане, джихадисты. Если не прямой джихадист мусульман, то косвенный, то скрытый, то латентный. Как ни копнешь, всегда у него с именем Аллаха на устах. А ты им задаешь, когда вы с именем чеченской нации или от имени чеченской нации будете говорить? Никто на этот вопрос не отвечает. Всегда говорит, Аллах лучше знает. Нам Аллах не нужен. Вот и все. Поэтому джихадисты все. А чеченцы должны вернуться, обязаны к своим истокам, к Нохчалла, к своей культуре, к своим горам, рекам, долинам, ручьям, горным, родникам, полям, нашим прекрасным равнинам. Вот к чему мы должны стремиться. Наша родина — это Чечня. У нас нет связи никакой с песчаной вот этой Меккой бедуинской, которые сейчас ходят в шалашах, в палатках там.
на ходу садятся, писают, там, какают, справляют свою нужду. Что у нас общего с бедуином? Зачем нам арабские верблюды в чеченских горах? Наш волк нам нужен. Мы же его не тянем в бедуинские пески. А в бедуинских песках нету волков, потому что там невозможно жить. Мы не пьем верблюжью мочу, мы в ней не купаемся. Мы не сношаемся с ослами. Зачем нам все это надо? Мы не мусульмане, мы чеченцы. И никогда ими не были, не будем. А России нужны мусульмане, чеченоговорящие, потому что с помощью ислама они используют нас, направляют хоть куда, потому что чеченцы сами по себе пассионарные. Такие ценности, героизм, смелость. И вот они у вас на границе с Израилем даже находятся, в Сирии, например. Их туда кто закидывает? Россия. В Украине есть чеченцы? Есть, с двух сторон. Кто их туда закидывает? Россия. Кто объявляет джихад? Россия. Посредством своих мул. Почему на территории Украины с другой стороны все эти исламские батальоны? Потому что ФСБ напрямую связана с СБУ и ГРУ, пронизана российскими спецслужбами вся украинская власть. И те используют этот исламский так называемый фактор. И кто самые главные джихадисты-мусульмане с украинской стороны? Обратно же чеченоговорящие мусульмане-джихадисты, которые не воюют за Чечню. Им Чечня не интересна, они воюют за установление слова Аллаха на земле, за шариат, за джихад. Они так и говорят на чеченском языке, они на украинском, на русском же не говорят. Мы будем здесь с оружием приходить в Чечню, устанавливать шариат с помощью украинской армии и западных технологий. Это надо все говорить, доносить. Ничего общего у чеченцев с исламом, с идеями джихада, шариата нет и не будет. И такие люди, как ваш покорный слуга и другие, мы будем доносить правду, говорить, что чеченцы не мусульмане. Мусульманин не может быть чеченцем, а чеченец не может быть мусульманином, потому что мусульманин может стать любой, кому не лень, любой. Вот идет человек по дороге, сразу сказать, ты хочешь быть мусульманином? Он все, делает шахаду, ла илах иллаллах Мухаммад Расулуллах, он же мусульманин. А чеченцем стать невозможно. Чеченцем стать невозможно. Как ты можешь стать чеченцем? Ты должен родиться от отца и матери чеченки. Мы не говорим, что мы там лучшие, наилучшие там, из людей. Нет, не в этом дело. Дело в том, вопрос стоит о национальном самосохранении этой нации, как этнической единицы на этой планете Земля. Чеченцам надо родиться, надо впитывать культуру, надо знать язык. Не надо кричать там «Аллах, Маллах, Аллах Акбар, Аллах Явбар, Маша и Алла, Слава и Иннокентий». Нет. Поэтому надо четко понимать, чеченец не может быть мусульманином, а мусульманин чеченцем. Мусульманином стать может любой, но чеченцем не может стать любой. Надо родиться. Но если принимает его чеченская семья кого-то, он может тоже стать чеченцем. Его должны усыновить, принять. Он выучит его культуру, все его традиции. Он же тоже может считать себя чеченцем в втором, третьем поколении. Но так вот пришел, я чеченец, я мусульманин. Так не бывает. Надо просто границу четко поставить. Или ты чеченец, или ты мусульманец, но ты уже не чеченец. И все. Там все легко и просто. Говорите, я как-то вот хотел шире и емко ответить на ваш вопрос. Да. Я услышала вас. Это получается, что Дудаев принес ислам в Чечню. При Дудаеве начали приносить джихад из его уст на чеченском языке. Он говорил на русском языке правильные вещи. Всем журналистам, западным, русскоговорящим. Демократия, мы боремся за свободу. Да, он хорошие вещи говорил, мы же не отрицаем. Мы его не идеализируем, не демонизируем. Мы говорим то, что есть, как есть, мы объективны. Но на чеченском языке он внедрял нормы шариата, он кричал, обвинял всех, пугал, запугал. Вокруг него были все банды, все российские вот эти спецслужбы ему прислали, спецконвоями всех этих чеченоговорящих бандитов, так называемых криминальных авторитетов, Атлангиреев, Лабазанов, Хожа Нухаев. Как можно вокруг себя бандитов-уголовников собирать? Потом он создал национальные гвардии, такие бандитские батальоны, афганские, абхазские. При нем вот этот Конгресс народов Кавказа, был вот этот Муса, какой-то вот этот кабардинец тоже. В центре города у них было вот это бюро, набирали добровольцев в Абхазию, на Горный Карабах. Дудаев – это русский агент тоже. Но он хотел эту власть себе узурпировать, договориться с Россией. И вокруг него была вот эта клановая бандгруппа Махашева, Албакова, Яндарбиев и другие деятели. Но у него не получилось, да, ислам его сел. Он хотел с помощью ислама поработить чеченскую нацию. Все вот эти вот старые муллы, которые на площадях кричали, делали эти зикры дурацкие. Их снабжали коровьим мясом, баранов им резали. День и ночь на протяжении 2 лет делать зикры на площадях.
Самые низменные чувства он будил у людей. Самые низшие слои общества он выводил на площадя и улицы. Ни одного интеллигентного человека, образованного, его окружения не было, не осталось. Он всех их знал, всех запугал. Это факт. Это то, что все те, кто говорят, что Дудаев там демократ. Никакой он не был демократ. Он такой же бандит, как и сегодняшняя власть. Джихадизм проповедовал. Кричал на людей. По телевизору ему говорят, когда у нас будет нормальная ситуация. Нефтепродукты, все продаются, заводы разграбливаются. Такие мощные гиганты, 4 мощных нефтегиганта, красный молот, заводы, все, промышленность, работа, сельское хозяйство. Нету зарплаты, ничего нету. Россия. Конечно, Россия виновата, она нас блокирует. Но ты же для этого и президент, тебе же вот он доверие народ дал. Ты должен работать. Что ты разгоняешь парламент, правительство, все узурпируешь. Вокруг тебя одни банды, ничего ему нельзя сказать. Вооруженные до зубов люди, джихадисты, дудаевцы, даже термин дудаевцы, это же они все вводили, боевики, это он вел тоже с помощью русских, с русскими по телефону разговаривал, привозил этих арабов, Абу-Баки Джамо, Хатаба в горах привез он, в 95-м году с ним целовался, ходил, Абу Саяфа, шариатские суды он устанавливал, даже когда еще русские не зашли, они уже вводили шариатские суды, он говорил, шариатские суды, шариат, и Исламскую республику прокламировал. Это надо говорить, это надо озвучивать. Мы же тоже не сегодня родились. И при нем отправляли молодежь в Сирию, там российские все пронизанные спецслужбы в Сирии, партия БАС, Иорданию, Египет, нашу молодежь от 15-13 лет. И вот они все вернулись в муллы. Сегодняшние Шахидовы, Махидовы, другие. Это те люди, которых в то время отправляли. Муллы все, русские, православные, джихадисты, ФСБшные, имамы. Я могу сказать? Да-да, говорите. Слушайте, вот вы говорите, что вы действительно, вы отличаетесь. Допустим, я с Дагестана, и я жила с дагестанцами, я знаю какой-то народ. Но там очень много национальностей, лезгины, таргины, табасаранцы. И просто я знаю, что они по сей день, хоть они с бородой ходят, они по-прежнему бухают, они по-прежнему совершенно ведут себя не по-исламски, скажем так, да, вот то, что вижу я. И вы отличаетесь, вы действительно отличаетесь от них. Абсолютно разные люди. У вас свои законы, там вообще по законам не живут. Абсолютно разные по законам. Мне даже слышно. И что я хотела сказать. Вот сейчас у вас у руля Кадыров. Я не думаю, что ваша Чечня, она, как вам сказать, свободна. У нас у руля Главное управление ФСБ по Чеченской Республике. Кроме ФСБ там никто не рулит. Российская, ребята, русская, ФСБ. Все. Там это никто не решает ни один вопрос. Решает вопрос Главное управление ФСБ по Чеченской Республике. Российская оккупация. Все. Там никто не решает ни один вопрос. Они не могут там ни дыхнуть, ни пернуть без указки. Вы понимаете, что даже если Кадырова не будет, будет его сын. Понимаете, это как... Ничего там не будет. Там будет Россия. Только Россия. Никто там ничего не решает. Там только Россия. Скорее всего, да. Вы правы. Там русская ФСБ. Главное управление ФСБ по Чеченской Республике. А вы говорите про Дагестан. Дагестан тоже так же исламизирует. Понимаете, России выгодны мусульмане, потому что сама сущность ислама – это ложь и страх, построенная на страхе и на лжи, и на раболепстве. Любой мусульманин, его цель – попасть в рай. Спросите у любого мусульманина, что ты хочешь в жизни добиться. Он скажет, я хочу попасть в рай. Чтобы попасть в рай, что тебе нужно? Молиться. Эта молитва заключается в первой суре 7 аятов. Каждодневно, ежебитное челобитие, стояние кверху задом, как заднеприводный, 5 раз в день, а еще если другие молитвы идут, то еще больше, особенно во время так называемого их месяца Рамадана, то человек просто всю жизнь посвящает тому, чтобы бормотать незнакомые ему слова, чтобы попасть в рай. А в рай ему не объяснять, ему не говорят, что там в раю. В раю ему обещают там 8 уровней рай. Первый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Самый главный рай у них Фирдаус аль-Джанат, Джанатан аль-Фирдаус. Лучший. Там чем они будут заниматься? Рассечением девственной плевы на берегах винных рек. Пить вино. 72 гурии. Потом еще ему всякие там сексуальные жрицы. И вот все. И он никогда, мусульманин, не будет думать о своем национальном самосознании, о своей нации. Он никогда не будет бастовать. Он будет просто плакать, рыдать, потому что он опущенный. Мусульмане – это опущенные люди, на самом деле, если таким зоновским простым как сленгом. Как у них получается миссионерство? Мусульманская опущенная умма.
а им только разрешаем молиться, и все. И они будут молиться, какой бы нации он ни принадлежал. Если он входит в ислам полностью, все, он опущенный раб Русни. А над ними стоит один мулла, имам, который получает инструкции из России, а у России ислам полностью в кармане, и это для них как орудие для действия, инструмент для действия. И все, они руководят полностью исламом. Арабские страны все лежат под русней. Все, я слушаю вас. Как у них с такой скоростью получается миссионерство, вот, допустим, в Европе? Я вижу, что в Германии с такой скоростью принимают ислам, и в Лондоне с такой скоростью принимают ислам. Как у них получается это? Арабские страны, потому что у них одна идеология. Исламизировать легко человека, потому что ислам, он самое легкое, как сказать, самое легкое лекарство для необразованного человека. Необразованный человек, который в школу не ходит, не учится, ничем не интересуется, будь то девушка или мальчик, от 15 до 27 лет, им нужно, начинается половое созревание, пубертатная вот эта стадия, и им вот эти вот низменные чувства, секс, половое сношение, сексуальные телесные услады, которые обещаны в раю. Что ты для этого должен делать? Бояться Аллаха, есть джинны, шайтаны, запугивают, денежка есть чуть-чуть, мечеть, заходишь, как стать мусульманином? Просто сказать, ла илах иллах Мухаммад Расулаллах. Что бы ты ни творил, главное, проси у Аллаха, он тебя прощает. Поэтому идет массовая исламизация таким образом. И все, там очень все легко. Это очень простая формула. Я слушаю. Но там так же легко выйти, как и зайти, нет? Нет. Подождите. Когда ты туда заходишь, тебя заводят легко, отрезают кусочек плоти с твоего полового органа для мужчин, а для женщин одевают мешок, мусорный пакет. Но если ты хочешь выйти из ислама, тебе отрезают голову, тому, кто одел черный мусорный мешок, и тому, кому отрезали голову. Я слушаю вас. Какой кошмар. Там меня слышно, Салях? Да, джихадист, говорите. Да, слушай, а это когда этот Нетаньяху с Путиным в колорадских ленточках встречались, они намаз делали, нет, не знаешь? Да, это наш самый главный антисемит, между прочим, Задунайский. Но он любит евреев, но он всегда является антисемитом. Нетаньяху с Путиным обнимались там в колорадских ленточках, они намаз вместе делали. А вы спросите, позвоните Нетаньяху, зайдите в Google. А какое это имеет что значение? Он ходил. Подожди, давайте я отвечу за вас, моя страна. Это мой самый любимый мальчик для битья. Я буду отвечать за вас, за евреев. Я сегодня адвокат евреев. Бенджамин Нетаньяху защищает свою страну Израиль. Маленькая страна, где там 12 миллионов евреев этнических и всякого сброда другого. Окруженная враждебными странами, массой, ордой мусульман-арабов. И он лаврирует. Где надо, он надевает колорадского жука. Где надо, он с Америкой. Правильно он делает, он защищает свои национальные интересы. А вы что думали, он будет против России воевать, что ли? За вас? Нет, конечно. Это вам надо воевать с Россией, потому что вы говорили 35 лет и несколько веков подряд. Мы же братья, братья славяне. Ну и разбирайтесь теперь сами. Зачем Нетаньяху туда втягивать? Я молчу. Подожди, какой славяне? Я же за Чечню. Мы тоже должны быть, вот, брать пример. Как да, ты наш джихадист задунайский, с Ужинской, чеченской. А вы с Украины, я так поняла, или нет? Джихадист с Украины, да, мусульманин. Ну, смотрите, вы тоже где надо на двух стульях сидите и прыгаете даже на третий, на пятый? У вас удобная позиция. Вам кто что не даст? Нет, дайте я скажу, потом вы скажете. Это ваши методички, вы одно и то же зачитываете. Денег не подкинет, если кто-то денег не подкинет, он ваш враг. Вон этим рассказывали, Леону рассказывали. Просто меня хотели уколоть, вы мне не укололи. Я просто говорю, хватит зачитывать методички. Не надо. Я не буду это слушать. Он пропагандирует идеи джихада. Без эмоций с ним говорите. Он всегда пропагандирует идеи русского православного джихада. Вы голосовали против Израиля. Вы хотите, чтобы я вас сейчас... Вон отсюда я вам скажу. Вы давайте спокойно говорить. Донахчи, ну давайте спокойно. Это женщина все-таки. Донахчи! Она все-таки женщина, ну дайте ей вы сказать. Вам же тоже слово даем. Говорите. Ну спокойно, не оскорбляйте наших женщин. Не надо. Вам это не идет. Я пожалуюсь на вас, на нашу... Я на вас пожалуюсь, нашей снохи. Она вас заблокирует со всех площадок. Если вы еще будете женщин оскорблять, я нашей снохи пожалуюсь на вас. Дайте высказаться женщин. Говорите, моя страна Израиль. Нет, они привыкли, что они 9 раз против нас голосовали, они еще хотят, чтобы мы им жопу целовали. Нет, такого не будет. Вы нас проклинаете, вы нас ругаете, вы нас убивали на Украине. Вы сейчас про кого говорите? Просто скажите, про кого говорите. Он с Украины. Не, он же с Украины. Нет, он с Украины, но он русский православный
Муджахед. Он пропагандирует Я идеи русского православного поняла, джихада. неважно, он живет на Украине все равно. Ребята, я ничью сторону не держу, ни Россию, ни Украину, у меня есть моя страна, не для того я сюда переехала, чтобы какую-то сторону держать. Мне по барабану, мне главное благополучие моего народа и моей страны. У нас так мало народу, нас всего лишь 15 миллионов, и я буду рвать глотку за каждого, кто будет обижать мой народ и кто будет оскорблять. До того момента, пока вы сами не наезжаете на нас, мы вас не оскорбляем. Ну вот до сей минуты я очень была вежлива ко всем. Причем ко всем, замечу. Не на... Вы прерываетесь, ваш микрофон прерывается. Но мы-то тоже совсем Я вежливы. могу сказать, поэтому джихадист, джихадист мне все равно. Да, конечно, нет, я же вам, ведущий, ничего не говорю. Вот видите, как он со мной некрасиво. Я его не оскорбляла. Я пожалуюсь на Он у него меня на спрашивает шашлыки. такие вопросы, Поверьте которые... мне, будут применены санкции. Вы можете пожаловаться, да, пожалуйста. Нетаньяху целовался, не целовался. Это ваша проблема. Вы это увидели, разбирайтесь. Ой, короче, ладно. Спасибо. Но это, понимаете, они этим берут, вас выводят на эмоции. Вы должны были спокойно говорить, вот как ваш покорный слуга. Спокойно, основываясь на аргументах, фактах. Зачем переживать это? Да, ну я же, смотрите, те вопросы, что мне интересно, я спрашивала. А то, что я не задеваю ничьи народы, никого не трогаю, пожалуйста, меня не трогайте. И можете задевать, почему? Если вы хотите что сказать, говорите. Нет, и своего Нетаньяху я тоже, это мой папа, я скажу так, все. Моего отца убил араб 22 года назад. Имею право оскорбить арабов. На это у меня есть право. Понятно? А отнял жизнь моего отца. Поэтому я здесь сижу и борюсь против ислама. У меня есть на это аргументы. Все. Я никого не задеваю. Не трогайте меня, полностью не трогайте меня, не трону вас. А своего Нетаньяху никому не дам обидеть. Спасибо, ведущий. Извините за шум, за гам. Мне очень было интересно вас послушать. Хорошего вам дня, хорошего стрима. Ага. Девочки, до свидания. Вы можете остаться 3 минуты? 3 минуты. 3 минуты можете? Да. Давайте от этих склок, у нас очень много чеченоговорящих женщин в наших эфирах, и они всегда просят песню про любовь. А вам она понравится. Песня про любовь всем не чеченоговорящим, вы поставили в пятницу какого-то исполнителя, не помню, на чеченском. Я даже писала в чат, очень мне понравилось. Да. А сейчас вот это вам вообще понравится, я вам обещаю. Она просто великолепная песня, лирическая. Прекрасные слова, положены на прекрасную музыку. Для разрядки обстановки. Да, давайте. С глубоким смыслом. Только о любви. Балат Асмаев, Оли Хега, это Балат Асмаев поет. Можно ли тебе сказать? Очень хорошие слова. Слушай. Добрый день, добрый день. Ребята, я не могу не сказать. Я даже не знаю, как можно... Маечка, это терапия для души. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Говори. Аминочка, здравствуйте. Ребята, даже стыдно признаться, что сейчас послушала песню, и в моих глазах мое детство прошло. Вы верите? А сама я еврейка. Услышав эту потому песню... что ты жила с ними, Тома. Да, вот я как-то аж задумалась. Ребятки, это правда. Вот так вот. Разрешите, пожалуйста, сказать несколько слов. Я сюда поднялась специально для того, чтобы сказать несколько слов для аккаунта «Моя страна Израиль». Я, к сожалению, в конце только слушала ваш рассказ, поэтому не знаю, как вас зовут. Вот, меня зовут Кристина, я из Западной Белоруссии. Вы все, наверное, знаете, что по территории Западной Беларуси проходила черта оседлости евреев. Мы всегда жили в мире, гармонии с евреями. Все было здесь перемешано, никто не обращал внимания, у кого что. Мой классный руководитель эмигрировал в Израиль. Мои научные руководители были евреями, как правило, многие эмигрировали, кто в Штаты, кто куда. Вот, мои друзья, полукровки и так далее. Поэтому на нашей территории и мои родители привили мне глубокое уважение. Вообще, если так честно сказать, так и считаю, что это избранный народ. У нас сейчас меньше 10 миллионов живет в Беларуси вообще. Вот тоже большая миграция была. Но, тем не менее, что хочу сказать, что 7 октября
я рыдала. Я рыдала, я не могла в себя прийти несколько недель. Я не могла ни работать, ни думать ни о чем. Я и думаю, что так многие люди, потому что нормальный человек, адекватный человек понимает, что происходит, и, конечно же, поддерживает Израиль. То есть для меня это как-то само собой разумеющееся, что как можно не поддержать Израиль. Еще хочу сказать одну интересную вещь. Я никогда в Израиле не была в качестве туриста, но я была в Иордании. И вот когда по иорданским берегам ходили, там, где место крещения Иисуса Христа, у них там есть такой музей, нас подвели к реке и помахали рукой на другой берег. И сказал нам проводник: смотрите, говорит, это мои друзья израильтяне. Мы дружим вообще, мы друг друга знаем только так, ну, через реку видимся. Помахал рукой, те ему ответили дружески. И дальше сказал: мы очень хорошо дружим с этой страной. У нас большой обмен учеными, обмен технологиями, уважаем очень. Вот. Не любим этих палестинцев, потому что они там, у них же госпереворот хотели сделать. Ну, в общем, рассказывал такие вещи. Но еще интересно нам момент показали на берегу Красного моря, нет, на берегу Мертвого моря соледобывающий завод. И говорят: вот смотрите, на берегу нашей страны вот стоит вот здесь этот соледобывающий завод. Нам его построили израильтяне. У нас, например, добыча там, допустим, 1 кубометр там, например, в час, ну что-то такое, да, я уж не помню цифры. А у израильтян в 10 раз больше. Мы их уважаем, это наши братья. Ну вот они умеют работать по-другому, у них технологии более высокие, у них уровень образования более высокий. Очень хвалил Израиль. И вот с этим посылом я к вам сюда поднялась, чтобы сказать, что вы не одиноки, и обнять вас на расстоянии. Спасибо большое, спасибо. Очень слово. Хотелось просто 10 секунд, дайте мне, потом я всем дам слово. Песня была о любви, о том, что девушка у него не получает универсальные ценности, любовь, чувства. Они всем знакомы, всем нациям, всем конфессиям, всем этническим единицам на этой планете Земля. Песня пелась о том, что ты ушла, у нас с тобой не сложились отношения, но говорит ли тот, с кем ты сейчас находишься, тебе такие слова? Какой у тебя прекрасный взгляд, какая у тебя прекрасная осанка, какой у тебя прекрасный вид. В этом плане была песня с такими словами. Все, слушаем вас, говорите, к нам присоединился ветеран. Приветствую всех, маршал. Как раз я в этот момент писал. Напишите на YouTube название песни, чтобы могли слушать. Красивая песня. Пишем. Говорите, приветствуйте наших друзей из Израиля, а также всех мусульман-джихадистов всего мира. Да, маршал Думасяги. Как раз вот, когда обратились в мой адрес, я писал этот момент: приветствую народ Израиля, ну, поддерживаю народ Израиля. От всей души Добрый народ день. Израиля Добрый день, поддерживаю. спасибо. Да, я немного Спасибо его тебе. историю, который прошел все вот не сотни лет, тысячелетий, можно сказать, 2000-2500 лет, вот, начиная с Вавилонского плена, даже до этого, все войны проходили вот через территорию Израиля. Вот, все вот эти войны, еще до Рима, Персидская империя, Хетты, Египет, чего только, там только сасаниды захватывали, кто только, арабы, турки, кто только там. Этот народ выжил. Вернулся на свои земли, создал свое заново государство, которое еще 3000 лет назад было государство Израиль. Поддерживаю этот народ. Ничего против не могу сказать. Говорите, Маюш, вам словом. Вас прервали несколько раз. Маюш ушла. Хорошо тогда. Тома Ханука, вам слово. Говорите, вас слушают все. Слушаем все Тома Ханука. Ребята, я то, что хотела, услышав эту песню, я сказала, что вдруг я вот листала, смотрю, у вас идет стрим, и смотрю песня. Так я перед моими глазами наше детство, мое детство прошло, воспоминания. Вот видите, насколько мы как-то жили там, как было все хорошо. Ну, правда, ребята, правда.
Вы жили где, если секрет? Можете просто сказать территорию, где вы жили? В Дагестане, в Дагестане. Вот, вот я заметил, много было евреев в Дагестане. Много. Много евреев, очень много было в Дагестане. Очень много было евреев. Очень А что много вас было. подтолкнуло к эмиграции для наших новых подрастающих мусульман? Могли бы вы объяснить ситуацию? Как это все Потому происходило? что это наша историческая земля. Мы всегда хотели быть на этой земле. Это наша земля наших предков. Мы всегда мечтали об этом, мы всегда думали об этом. Нахон. Смотрите, в 75-й год мой отец, насколько он... Смотрите, он знал чисто кумыцкий, он знал чисто чеченский. У него было даже... они могли сидеть, беседовать на тему Корана. Ну, потому что вокруг нас вот это мы жили. Мы были 2 еврейские семьи в этом районе. Да. И я что хочу сказать. И папа всегда, когда заболел, он долго лежал. Он всегда просил, умереть бы мне на земле святой. А мы не понимали даже этого. Еще наши предки хотели этого. Бабушка говорила на кавказском, ой, как я хочу умереть на нашей земле. А мы думаем, что бабушка на старости лет, о чем она говорит? Понимаете, это наши предки еще хотели попасть на эту землю. Евреи на Кавказе живут, там еще тюрки не появились. Мы знаем, когда появились тюркские народы на Кавказе, сегодня есть нации. Евреи жили еще до них. Намного сотен лет раньше до них жили. Ну, если честно говорить, я не кавказская, секундочку, но евреи на Кавказе жили около 2000 лет. И что самое интересное, они претендуют ни на чьи земли. Представляете, такой народ, который жил 2000 лет, поднялся и ушел, не забрав ничего. Я к тому, что несколько лет назад тюркский каганат, вот 5 век, 5-6 век, вот создание тюркского каганата, это большая территория. Вот с этих времен тюрки появились на Кавказе. Не раньше. А евреи намного... Да, я знаю. А евреи 2000 лет. Да? Ребят, я выйду. Спасибо большое. Я вас послушаю снизу. Хорошего всем дня, хорошего настроения. Спасибо вам. Давайте жить дружно. Хорошо, Все-таки мы с одного края, мы не должны испытывать ненависть друг к другу. Все-таки мы мусульмане, джихадисты, да, вы хотите сказать? Да, да. Все мирным строевым шагом на джихад. Да, говори. Да, ладно, я выхожу. Спасибо. Все, приходите в любое время, мы вас будем всегда ждать, давать вам слово. Спасибо большое, до свидания. Когда Великое еврейское восстание, это при императоре Нероне, 67-68 год, по-моему, еще, да, 66-й, может, император Нерон в 68-м, если не ошибаюсь, убили его, он сам прикончил его раб. Вот Великое еврейское восстание, вот Веспасиан, его сын Тит, они вот разрушили Иерусалим, дальше вот мы это там Масада, крепость, и Атапата, много чего там. И вот это время, как говорят, в Иерусалиме был праздник, там очень много народу собралось во время. Вот это время и как раз шла осада Иерусалима. Это долгая осада, народ сопротивлялся, но римская армия была сильная армия у них. Несколько легионов чисто римских и союзнические войска. Вот они Иерусалим разрушили, храм, все это разрушили, продали народ, очень много продали. На эти деньги был построен Римский Колизей. Это же такое грандиозное здание, столько денег, представьте. Второе, это при императоре Адриане. Да, очень правы. Эли Публий Адриан был такой император во II веке. Тоже борьба такая шла, тоже еврейский народ воевал. И вот я когда вот следил, евреи куда расселялись. Вот эти первое восстание, второе восстание, очень много евреев ушло на Кавказ, пишут. Вот в чем дело. А турков еще не было такого, тюрков никто не знал. Тюрки жили там, в Сибири они жили. Тюрков не было. Сегодня на Кавказе тюркские народы, я перечислять их не буду, некоторые не так поймут, обидятся. Но когда евреи переселились на Кавказ, их приняли.
Они не захватывали эти, у них сил не было захватывать. Этот народ бежал. Они искали, их приютили. Они в Чечне, в Дагестане жили. Вы что думаете, в Дагестане приютили, чеченцы не приютили, что ли? Чеченцы приютили их, что бы ни говорили. Чеченцы много кого принимали. Абсолютно вас поддерживаю. Абсолютно вас поддерживаю. И поддерживаю с тем, что Колизей был построен именно на те доходы от той войны. Плюс арка, которая стоит рядом с Колизеем в парке, да, на которой полностью показывается, как вывозили богатство из Иерусалима. Да. Кто не был в Италии, поезжайте именно к Колизею, в парке стоит вот эта арка. По поводу того, как евреи шли через Афганистан. И что? Бойлище Дуршель, Стелла, я приду. И евреи шли через Афганистан. И я очень советую вам посмотреть некоторые фильмы. Я могу послать позже какие фильмы, как наши историки приехали в Афганистан и находили раскопки тех евреев, которые шли через Афганистан в сторону Ирана, а через Иран спускались в Азербайджан и дальше на Кавказ. Как бы вся их дорога, причем, что самое интересное, вся их дорога, вы можете ее отследить и в Торе. В Торе написано именно та дорога, как они шли, те реки, которые до сих пор называются точно так же в Афганистане, и там полностью описан исход евреев, когда их выгнали из Израиля. И абсолютно вы правы, абсолютно. Да? Вот, и люди бежали, люди искали. Мы знаем, бухарские евреи очень много, в Узбекистане. Да, там в Узбекистане маленько. Они хорошие жизни. Да. Вот когда вот восстание Маковею, мы знаем, вот вы знаете, это при Антиохе IV Эпифане. Да. Вот было восстание Маковею. Это братья были там, отец был живой, и самый младший брат пока Маковей. Я должна сделать комплимент вам. Ветеран, я могу вам сделать комплимент. Бар Кохба. Я могу сделать комплимент. Не знаю, как что я могу вам сделать комплимент. Ну, я просто, вы знаете, такая гордость быть вместе с вами на одних эфирах. И все ваши знания, это просто, знаете, вот сидеть и слушать вас я могу целый день. И это такая честь быть вместе с вами на эфире. Спасибо вам огромное. Обидно, что мы сегодня не можем историю своего народа. Мы раньше не имели права, ни в школах не проходили мы, и книг не было. Мы учили историю Российской империи, Руси, а свою историю учить. Но мы сегодня учим арабскую историю. Но сегодня потихоньку есть возможность, находим там источники, что про нас, про чеченцев пишут. Вот в чем дело. Обидно, что чеченцы не интересуются своей историей. Здравствуйте, меня зовут Эдуард, я из Армении. Как раз вот вчера на стриме вышел один и спрашивал, что говорил о чеченах, но не знал он истории, да и, честно говоря, источников об этом мало. Вот как раз я вот к вам обращаюсь. Вот. Я знаю, вот мне очень трудно удалось узнать от некоторых людей, кто на самом деле чечены. Потому что у меня были вопросы, на которые ответы я вот не мог найти на просторах интернета. И в книгах я не читал о них. Я не знал, кто такие нохчи. У меня так были вот отдельные вот такие от Леонтия Мравели и от Мовсеса Хоринаци были такие краткие упоминания о них. Но я знал вот еще, что вот некоторые ищут у нас вот в Матенадаране в Армении в рукописях очень много есть источников про чеченов. Именно вот, войнахский народ, вот таких называли. И вот я вот сейчас обращаюсь к чеченам, что у вас есть очень большое предназначение как раз вот народу, людям, сделать доступным эту информацию. Верните то, что ваше, потому что люди не знают. Вот мне, более-не-менее образованному человеку, более-не-менее я начитан. Мне трудности были большие узнать о вас. А вот простому смертному как это разобрать,
Это, мне кажется, у вас есть серьезная для этого работа. И у меня опять к вам вопрос есть. Если не трудно, включите микрофон, пожалуйста. Я не знаю, как к вам обратиться. Ветеран, как там? Ветеран Ганнибала. Ага, ветеран Ганнибала. Карфагенского, да? Да. Очень уважаемый мой полководец. Я тоже его очень уважаю. Кстати, мой сын, для моего сына он является кумиром. У меня вот вы сказали, что тюрки появились на территории вот Закавказья, да, как принято сейчас говорить, в VI веке какой-то каганат. Да, 6-7 век, можем сказать, что он распространялся на запад, распространялся. Великий тюркский каганат. Потом он распался, этот каганат. Он недолго существовал, он распался на куски. Может быть, он позже был, потому что я о нем не слышал, и упоминания о нем. Нет, 6-7 век, 6-7 век каганат. С 7 века даже источники мне об этом не говорили. Ну ладно. 6 век где-то, 6 век, если не ошибаюсь, 6 век, 500 какие-то года. Ну, тюрки где этот, скажем, вот, Северный Кавказ, где Закавказье, где Армянское Нагорье, это они же там, Алтай, Сибирь, вот в этих местах же они были. Они оттуда пришли, но они захватили тюркский каганат, северная часть, вот эти пески, вот эти калмыки, все, вот эта территория входила в тюркский каганат. Не от Кавказа, вот это, вот северная часть этого, Прикаспийского, вот эта территория входила в тюркский каганат. Вот оно как, да? Да, где пески, вот эти калмыки, южнее, вот пески все вот эти, они как кочевой народ были же, можно сказать. И вот так до Ростова, примерно где-то территория тюркского каганата. Но они сами пришли, с Сибири пришли. Вот великий расцвет, великий тюркский каганат, это 6 век. Если что, обвинят потом евреев, что распался каганат. Ну, после этого вот хазарский каганат, когда тюркский каганат распался на части, вот хазарский каганат образовался. Вот часть этого тюркского Я как раз к этому подвела. Ага. Я так и У меня подвела к этому. Маюша, огромное спасибо. Вопрос был, извините, мне этот вопрос задам. Задавайте. Потом дадим слово нашей прекрасной Амине, а потом нашему боевому чеченскому ворону со скандинавским окрасом, доктору по психологии и психиатру по мусульманским заднеприводным кверху-задам. Он имеет международную лицензию по лечению этих людей. Говорите, Эдуард. Да, вот вопрос к Анибалу Пакри. Значит, когда вот серьезные корни пустил ислам именно на вашей территории вашего народа? Это я не могу сказать, потому что в этой области я не знаток. Но вот когда арабы пришли на Кавказ, я знаю, что чеченские, войнавские народы сопротивлялись, они не подчинились арабам. А Дагестан подчинился. Вот возьмем этот Южный Дагестан, Горный Дагестан, он подчинился, они его подмяли под себя. Хазарский каганат еще существовал тогда. Хазарский каганат, вот как раз возьмем, пол Дагестана, северная часть Дагестана относилась к хазарскому каганату. Хазарский каганат перестал существовать в X веке, когда относят, что это Святослав его разрушил. Его походы против хазарского каганата, и в дальнейшем он там против Византийской империи воевал, и там и погиб он. Вот говорят, что он его разрушил. 965 какие-то годы, если не ошибаюсь, походы Святослава. И он даже по Тереку прошелся. Вот в то время еще хазарский каганат существовал. В X веке существовал хазарский каганат. Южная часть была в подчинении арабов Дагестана, северная часть относилась к хазарскому каганату. А чеченский народ арабам тогда не подчинился. Он сопротивлялся так, что у нас вот эти, что они могут жениться там на 9-летних, всякие, это нам не распространялось. А дагестанский народ они подчинили, у них стояли гарнизоны,
Они брали плен, там наложниц брали. Вот эти все арабские законы, они распространены на дагестанцев. Вот эти законы сегодня среди дагестанцев, они живут, среди некоторых. Приветствуем Ибрахима Никархо. Слово дадим все-таки, Эдуард, нашей прекрасной женщине, представитель нашей прекрасной половины. Амина, красавица, умничка, сквернословка, занимается в искушенном виде матотерапией. За это ее любят многие, но ненавидят очень многие. Амина, у вас есть что добавить по теме джихада? Можно я промолчу? За комплимент. Хорошо, молчите. Давайте будете умно молчать, чем что-то говорить про джихад. Хорошо. Ибрагим Никархо, говорите. Она хоть это самое, их материт, но они все к ней снова тянутся. Они все ей предлагают никях, да, по джихаду. Все мусульмане-джихадисты. Кстати, тут люто бушует в нашей гостевой, в синях, как говорится, пан атаман Четель, дон атаман Ахчи Задунайский, чеченской суши, шашкой машет, наголо, нагайкой вертит и кричит. Мы ему говорим, предлагаем, поднимитесь, пожалуйста, объявите всемирный русский православный джихад. А он отвечает, тут идет шабаш обрезанных, сатана. О, ну хорошо, ладно, мы принимаем ваши комментарии. Есть что добавить, Ибрагим Никархо? Нет, про него неплохо, ты как бы сам все сказал. Не говорите, не пугайте людей. Не надо ходить к людям в гости. Прогулки. Я обычно вечером ухожу на прогулку. Ветеран, я вас призываю, не доверяйте ей. Она бывшая джихадистка, она может вам нож в спину всадить. Серьезно говорю, она сейчас в черном мешке ходит, в мусорном пакете или нет? Дело не в том, вы-то чеченец, вы-то смелый парень, а она-то джихадистка, она в мусорном пакете ходит черном, и за пазухой носит черный Я нож. нахожусь даже, называю, все знают, что я в Кёльне, иногда называю вот этот момент, я нахожусь здесь, желающие могут подойти. Нет, но это вы же чеченец, вы так гордо смотрите смерти в лицо. А она-то джихадистка, она сзади нападает все время. Так что не говорите, где вы находитесь. Честно скажите, вот можно вопрос задать, джихадистка Амина? Красавица, умничка, спокойно, успокойтесь, не нервничайте. Мы же вас вот за это и любим, что вы такая спокойная. Спокойно, как удав. Да, вы спокойно. Да. Кстати, вам песню поставим сейчас. У них города были, вот несколько городов, Семендер, Белендер, Саркел, Итиль на Волге, вот. Ну, говорят, его дельта менялась, Волги, и это они не могут, где этот Итиль находился, найти, вот. Ну, там несколько вот этих городов. Еще я знал, но забыл, вот, 4. У них городов, правда, было мало, они вот эти 4 года я помню. Вот. Дорогие друзья, я нашу Амину объявил джихадисткой, и для Амины, лично для Амины, и для всей женской половины нашего эфира, и тех, кто нас будет слушать, чеченоговорящих, не чеченоговорящих, поставим сперва музыку, а потом слово крик сравну. Чтобы чеченскую музыку надо популяризировать вместо арабских нашидов, чтобы люди понимали, что у нас очень глубокий язык смысловой и очень прекрасная музыка. Песня Беслана Суипова «Безаман Зезак». Про любовь, кстати, про любовь. Универсальные чувства, которые знакомы всем во всем мире. Про любовь, только любовь. Беслан Суипов, Безаман Зезак, «Цветок любви». Слушаем. Песня всем женщинам посвящается. Всем. Скажу тебе. Можно сказать? Да. Носи на здоровье. С уважением, брат. Нож подарила тебе, которым она тебе воткнет в спину потом. Берегись, ветеран. Ой, не начинай ногтю. Не верь ей, она джихадистка. Бывших мусульман не бывает, как бывших КГБшников. Ветеран, не забывайте, бывших мусульман-джихадистов не бывает, так же, как бывших КГБшников. Кричите, пожалуйста, вместо пана Чечеля объявите всемирный православный джихад. Просто объявите джихад, я вас умоляю. Скажите, я объявляю всемирный джихад. Пан Чечель на большом джихаде. У него... Пан Чечель бушует внизу. Ох, как люто бушует пан Чечель. Не любит, когда еврей к нам в гости приходит.
С евреями надо дружить, а не враждовать, ребята. Конечно. Евреи самые лучшие люди на земле. Мы их обожаем. Панчетель, мы их любим. Один подписчик еврей скинул 400 евро, говорите. чтобы я купила себе наушники. Ну, что, Да, говорите, кстати, потом Крикс, если может, пускай подключаться. Но говорите, Ибрагим Нихархот, добавляйте. Говорите, комментируйте. Трех типов. Это большой джихад, потом малый джихад. Это когда вооруженный, и памперсный диванный джихад, это когда дома там. А вот у этого, у Дон Ахча, у него самый большой джихад, и такой. Наша вот сестра, она украинка, у нее огромная сковородка, и Панчетель как бы на... Нахуй мы любим. Она его сдержит, а мы ее благодарны. О, наша сноха еще та сильная бомба. Она молодец. Вот мы ей всегда привет передаем. Мы знаем, что она слышит. Мы вас любим, уважаем. Вы такая вот настоящая украинка. Вот как завжди, как говорится. Сноха. Держите его в ежовых рукавицах, не давайте ему волю, этому атаману. Да, говорите. Если у кого есть что сказать, мысли выразить вслух, давайте говорите. Сейчас момент появился, говорите. Мы приглашали сюда мусульман подняться, чтобы выслушать их джихадистские идеи всемирного джихада, но, к сожалению, никто к нам не поднимает сегодня. Ну, кто поднимется? Думаю, недолго осталось. Гвардия сидит. Финансирование в Чечне. Ибрагим. Прекратится финансирование, когда вот этого ислама в Чечне, я думаю, ему придет конец. Эти мечети, духовенство, все. Учебные заведения исламские, когда начнут уже перестанут финансировать, я думаю, в Чечне этому придет конец. И никогда он больше уже, думаю, в Чечню не вернется. Из-за всех, как бы ни старались насадить его чеченцам, все равно. Но сегодня, конечно, чеченский народ не свободен, как-то приходится мириться, терпеть. Часть народа обманута, но все равно придет время, люди поймут. Майя Машуал, шалом. Мы в этом... У Виндетты были там на эфире, и он, видимо, то ли заснул, короче, у нас все слетело, и потом Стелла открыла параллельный эфир, там просто дискуссия шла, чтобы ее добить, и она, по-моему, не пошла дальше, эта дискуссия. Да, я знаю. Я знаю. Надо было вы... Нина прибежала, Майя, идем. Да. Ну, стала молодец, умничка. Видите, тут кафиры, мустады, такфир, маша думался, неверующим, верующим, православным, левославным, ультраправым, ультралевым, ультрапосерединным. Всем общим ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Перестаньте, нас забанят из-за вас. Объявите, пожалуйста, джихад, дорогой воин. Я всем передаю шалом салам на понятном, непонятном. Видите, какой я это самое миролюбивый, что всем салам шалом. Да. Мы все поняли, арабский понимаем, все нормально. Да, неправильно сказали, коллега. Я космонавт, а не космополит. Хорошо, понятно. Вообще, вот даже араба духа нету сейчас, да, вот в эфире. И все и на их языке мы говорим. А что арабам сказать? Подождите. Я арабам ничего плохого не имею. Вот смотрите, вот арабы настолько умные, мы их считаем там, да, будем спорить, да, насчет этого, да, согласен буду с вашим мнением, да, насчет там, ну, много чего, IQ, почему они ничего не создали и так далее. Полностью согласен с вами, солидарен с вами. Но с хитростью, ох, какие красавцы арабы. Представь себе, они взяли 2 миллиарда, почти взяли, нагнули и поставили в одну позу. И заставили бояться своего бога. Вот представь себе. Многие говорят, а кто такие арабы? Да арабы они такие, да арабы они такие. Не, ребята, арабы много чего добились. Представь себе, им вот
Многие спрашивают, они ничего не создавали. Ребята, ну, раз они не умеют создавать, зато хорошо они умеют, как сказать, подсунуть. Они взяли, подсунули страшилку, историю, что ты будешь гореть в аду и так далее, если не будешь к нам приходить, совершать хадж. Вот представь себе, как не старайся уговорить больного, психического больного, он все равно, ну, будет биться об пол, да, и разобьет свою башку об пол, да, вбиваясь туда. И зачем вот им чем-то вот мучиться? Мы вот говорим, что они такие-сяки, вот в чем их обсуждать? Если они всего лишь преподнесли, сказали, вот хотите верить вот это все, вот, хотите наши сказки? И многие сказали, да, хотим, но при этом, если смотришь там на многие народы, они такие гордые, да мы такие-сяки и так далее. Но потом спрашиваешь, чувак, а ты боишься Аллаха? А ты стоишь перед ним там 5 раз там в одном поза в день? Он говорит, да. Ну ты боишься его, да? Ты его раб? Он говорит, да, я его раб. Он говорит там. Ну о чем говорить, понимаешь? И арабы смотрят, смеются. Посмотрите на этого аджами, да, которому просто ему подсунули там свои сказки. Сами саудиты, 80% у них являются кефирами. Вообще, ну неверующие этим словом. Они не верят в это все и говорят, что это сказки и все такое. Они даже отрицают это. Представляете? Для них это бизнес. Понимаешь? Немного хотел дополнить. Вот я вот сейчас в лагере, до этого был в другом лагере. Вот без культуры, отсутствие культуры, я как понял, их национальная черта, присущая, думаю, так особо сильно им. Вот даже некрасиво эту тему затрагивают. Сколько раз я вижу, я удивляюсь. Даже вот туалет про эту вещь говорит как-то не то, но все равно, чтобы знали, что это за народ, я говорю. За собой не смывает. Вот даже сегодня пример. Не смывает. С туалета уходит. С бумагой уходит. Не согласен. Потерся бумагой. Вот сколько каждый день замечаю. А вот председатель не смывает, уходит с бумагой. Руки не моет, прямо идет. Председатель вот встает и прямо уходит. Вот я вот всех их, наверное, редко человек, кто вот прямо вот руки даже не моют они, уходя. Я удивляюсь, ну вот рядом вода, все есть, помой руки. Ну они привыкли, наверное, в своих песках отсутствие воды, там все уже не могут эту привычку бросить. Люди не поймут, как можно просто выйти с туалета, руки не помыть и уходить так. Это не один, не два, три, поголовно все вот так. Что за народ? Представьте. Я не сочиняю, так есть. Сунна пророка Мухаммада, они должны облизать сами и дать облизать другому. Нет, вы не понимаете. Для них все вот аджами, да, вот это самое, не арабы, ну, это как, ну, они обязаны перед ними смывать. Они приехали сюда не для того, чтобы смывать, а для того, чтобы вы перед ними смывались, присмыкались перед ними. Это самое, играли с ними в толерантность, понимаете ли. А если ты не будешь, он тебе скажет, ты со мной не толерантен. А они знают, что европейцы, другие народы, ну такие сразу думают, меня обвинят, нациком назовут меня, расистом меня назовут, давай я за тобой сейчас помою, давай я за тобой сейчас смою. Они видят, там приходит там какой-то дойче, да, там, понимаешь, или какой-то ножик, или какой-то там датчанин, да, и будет за ним смывать, да, и он смотрит, да. Потом это звонит своим родным, говорит, да, вот это неверующий, вот это аджами приходит за мной смывать, я просто, извиняюсь за выражение, сру им, короче, и они все делают, понимаете ли. И если они возникают, я просто... Коллега, испражняюсь. Да, хорошо, испражняюсь, да. Ну, я на их языке говорил, как бы, да, как они говорят. На джихадистском, да. Кстати, приветствуем нашего Лазика, самый лучший джихадист, мы его любим, обожаем. Мой молочный брат. Да. Шалом, шалом. Вот такие дела-то, так что, ветеран, ты не удивляйся, они всего лишь это
показывать всему миру, Но что они все каждый кафиры... день удивляют, каждый день. Я поэтому... Ветеран, они каждый день испражняются, да, и удивляют вас. Я уже каждый день они что чем-то новым удивляют. Каждый день чем-то Они новым. чем-то новым испражняются, да, вы хотите сказать? Нет, действительно, каждый день чем-то новым удивляют. Я как можно с ними, я с ними не здороваюсь. Ни в том лагере, ни здесь Они... я не здороваюсь. Ветеран, прошу прощения, но это очень интересно. Это в соответствии с чем они питаются, или чем-то новым испражняются, да, и появляются новые запахи и формы испражнений, и они вас всегда удивляют. Ну что это такое, в конце-то концов? Меня тему можно поменять на другую. Ну это очень интересно. Это чисто шариатская тема по исламу. Давайте, Крикс, продолжайте. Да, я еще хотел добавить, да, спросили, как появился ислам, да, вообще на территории Чечни. Он появился на территории нынешней Ичкерии, которая является Нохчи-Махкоевской территорией. Сейчас будет лекция про нахов. Сейчас Крикс пойдет. Сейчас будет лекция про нахов. Да, продолжайте. Да, буду говорить все как есть, да. Начинается, готовимся, записываем, конспектируем. Специалист, доктор, психолог, доктор Крикс. Да, это самое. Не буду думать, кому-то так понравится, не понравится. А вы знаете, что вы никому не нравитесь? Как это у вас так получается? I love this, коллега. Мне нравится. Если я им не нравлюсь, значит все нормально, значит хорошо, значит все правильно делаю. Потому что большинство массе я не должен нравиться. Только пускай нормальные, адекватным я понравлюсь. А быдло пускай я не нравлюсь. Ислам начал вторгаться приблизительно плюс-минус 400 лет назад с территории Дагестана, с кумыков, кстати. Первый он пришел на территорию Ичкерии, не самой Чечни, что вы понимали. Ичкерия это не вся Чечня. Ичкерия это территория ордена клана Нохчи-Махкоевцев. Первое оно пришло к Нохчи-Махкоевцам, то есть Бершех принял его через кумыков. Объясните, что такое кумыки? Задают вопрос бегущий строкой. Скажите, кто такие кумыки, почему такое название от чеченцев не получили? Это тюркский народ, кстати. Кумыки это тюркский народ, который пришли вместе с армией Тамерлана, которые также вторглись на территорию Кавказа. Ну, мы знаем историю, да, Тамерлана, что они творили. Не мне вам рассказывать, сами все хорошо знаете. Кому интересно, читайте, изучайте, что творил Тамерлан. Этимологию слова кумыки, песчаные. Объясните это. Смотри, песчаные, не песчаные, это печенеги. Ну, понятно, на чеченском что это обозначает? Многие не знают, что такое гумки. Объясните, что такое этимология? Вы же доктор все-таки. Ну, это как Хеник, что-то хеник как дуно. Гум, песок. Песчаный, другой. Да, ну да, это же... другой песок, что ли, другой песок, как бы будет сказать, или другой песчаный. Вот так, если будет так. Ну, это как Гой у нас, да, получается. Якобы Гой это другой народ. Это ваша работа, доктор, я выполняю вашу работу. Вы так получаете, как бы, отличие от другого народа. Они из Песков пришли, Крикс. Скажите просто, пришли из Песков, через Калмыкию. Чеченцы их назвали гум чеченский, на чеченском языке. Песок, другой, песчаный человек. Да, пришли из Песков, да, песчаные люди, как хотите, понимаете. Ну, да, пришлый народ, получается, пришлый народ. Да, пришлый народ, да. И с них приблизительно 400 лет назад, благодаря одному алчному человеку, который готов был продать все, что угодно, без шейха, Нохчи-Махкоевца, ичкерийца, начал вторгаться ислам на территорию нынешней Чечни. Чтобы вы понимали, опять говорю, Ичкерия это не является вся территория Чечни, это территория Нохчи-Махкоевцев. Именно Нохчи-Махкоевцы это и есть ичкерийцы. Не все чеченцы ичкерийцы. И через них
потихоньку начал вторгаться ислам. После Октябрьской революции, во главе которой стоял вот этот аварский имам Узум Хаджи, вместе там чеченоговорящими будулаками, то есть Нохчо, я буду разделять между Нохчо и чеченцами, потому что Нохчо это мусульмане, а чеченцы это чеченцы. Потому что чеченцы показывали себя как с лучшей стороны, а Нохчо, как мы всегда обычно знаем, провозглашали ичкерию, шариат там. Вы хотите сказать, что я джихадист? Вы сейчас меня обвиняете в прямом эфире перед сотни тысяч людей, в прямом эфире вашего покорного слугу, который дает вам право, что я джихадист, что я мусульманин? Вот у меня к вам, коллега, вопрос, смотри. Но Нохчо, которое было навязано вместе с исламом, вы народной, а вы что, вы знаете, что такое? Да, вы правы, тут вы правы, я с вами согласен. Смотрите, коллега, нам внушали, и мы поверили. Правда, это правда. Долгое время, что мы мусульмане, и что это наша родная вера, что это чеченская вера. Когда они не могли это сказать, они начали нам говорить бусуп и все такое. Даже слово бусуп от слова басурман, которое вообще к нам не относится, мы его тоже приняли. Ну, то же самое, навязанное, да? Вы принимаете, что нам навязано? Я сейчас должен с вами согласиться или должен вам как бы противоречить? Как вы думаете? Нохчо как этнос, это тоже навязанный с исламом. Когда я должен сейчас согласиться, но скажите мне, что я должен делать? Я должен с вами соглашаться или должен вам противоречить, оппонировать? Смотрите, коллега, если вы из ордена клана Нохчо Махкоевец, то тогда проблем нету, ты имеешь право говорить, что... Не, хорошо, я хочу просто знать ваше мнение. Вот вы мне конкретно сейчас... Скажите мне, я должен согласиться с вами или должен вам оппонировать? Я не имею права перечить ваше мнение, это ваше мнение. Я за вас слушаю, вы же доктор, вы же нам лекции читаете. Я хочу, чтобы ваша лекция прошла в хорошей, конструктивной форме. Если я с вами соглашусь, вы будете продолжать свою лекцию? Да, смотрите, не обязательно я согласен вы должны со мной соглашаться. Тут пишет Фред, мне уже бегущей строкой, Фред уже злой на меня, говорит, ведущий, просто не мешай, говорит, замолчи, я молчу, я согласен, продолжайте. Да, я всего лишь, как когда-то, нам подкидывали арабы, кумыки, тюркские народы, другие, там, российская власть, да, там, кто бы ни был, подкидывал нам вот это ваше, я всего лишь хочу, чтобы мы осознавали и сами думали своей головой. Я тоже подкидываю, я делаю прыск информации. Кто хочет принимать, принимает. Кто не хочет, пусть не принимает. Кто хочет себя считать мусульманином, пускай считает. Вот, например, я не называю себя Нохчо. Ты подойди американцу. Вот вы, коллега, находитесь в Госдепе США, вы находитесь, это штаб-квартира, это сам в США вашем находится. Подойдите американцу, скажите, you know what is the Нохчо? Он ни хрена не поймет потом. Ну ты подойди к нему, скажи, чеченец, он поймет, да. Хотя чеченцы, вы посмотрите на карту историческую, которая есть, которая обозначена. Чеченцы, Малая Чечня, там, Большая Чечня. И внизу Ичкерия. Опять же, территорию нохчо-махкоевцев. Понимаете ли? Мне не надо навязывать. Да, у меня у самого мать, она нохчо-махкойка. Но я не Нохчо. Я не нохчо-махкоевец. Я чеченец, я нах. Почему я должен, как был мне навязан ислам, также этот этнос, я должен это принимать. Многие России, примерно возьмем народы, за 100 лет просто поменялись. Просто это удалось. Это удается везде навязать. В каком бы стране не было, если там есть автократия, она навяжет тебе все что угодно, через 100 лет ты забудешь. В Северной Корее точно так же. Как навязали там 100 с чем-то лет назад, что ли, навязали вот эту идеологию, или 100 лет назад уже, не помню, я не буду сейчас даваться в цифры, но пофиг, да. Им навязали, что вот эта семья является там дети Бога, что они сами боги, что у них календарь, с этого начинается время исчисления, да. У евреев это жизнь на земле является только 7 тысяч лет, у мусульман там, не знаю, тоже где-то 7 тысяч лет, у кого-то там 15 тысяч лет, понимаешь? Но я смотрю на археологию, я смотрю на жизнь, на нашу планету, более расширенно смотрю. Я вникаю в эту самую историю, и это сам археологию, ну много чего, понимаете ли. Науку посмотрю, технологию смотрю. То же самое, я говорю, это было навязано. Как много чего навязывали. Люди стояли на площадях,
хрен знает что, смотрит, слушает, там, пришли какие-то ораторы, ну, вроде бы патриотичные ребята, там, за свою страну переживают, уходит какой-то, люди верят в одного лидера, а он знать не знает, что он кусок говна, понимаешь ли? И он кричит «Аллаху Акбар», все вокруг вставляет внутри, кстати, это везде есть такое, в толпу сажает своих шпионов, заранее договариваются, я кричу «Аллаху Акбар», вы начинаете кричать, распределены по группам, и толпа потихоньку начинает кричать. Вы помните, как их заставляли там произносить с нуля шахаду и с нуля принимать ислам, там шахаду произносили всей толпой. Ну и, конечно, не все. Это везде так происходит. Навязание, пропаганда, понимаете ли? К нам присоединился джихадист навязан... ПМ. Крикс, доктор Крикс, психолог наш, психиатр исламский. К нам присоединился ПМ, мусульманский джихадист русского православного разлива. Ну давайте послушаем тогда мусульман. Давайте дадим слово ПМу. Давайте, ратуйте за джихад. Не работали сирены. Кроме того, часть жителей... Можно, пожалуйста, Да, можешь не говорить. говорить, что мы кому-то что-то навязывали. Евреи никому ничего не навязывали, отвернитесь от нас и не смотрите в нашу сторону. Не писите Новча, наши а ошибки. Евреи никому ничего не навязывают, да, это Новча, а правда. что за тема такая? Ты меня на джихад отправил, а сам не хочешь уйти. Не, это ПМ, сейчас джихадист к нам присоединился, живущий в одной из скандинавских стран, тоже русский джихадист. ПМ, можете говорить, ратуйте за джихад. ПМ, говорите, ну ради Аллаха, ну ради Аллаха, это самое, задекларируйте джихад. Крикс, доктор Крикс, вы знакомы с ПМом, с творчеством ПМа? Он очень талантливый человек, на всех площадках защищает идеи джихада всемирно. Не знаком. Он обычно оппонирует с Ибрагимом Никархо. Он любит Ибрагима Никархо очень сильно. Он с Ибрагимом Никархо всегда оппонирует, очень жесткий джихадист. А он в Швеции находится, коллега? Он или в Швеции, или в Финляндии там находится, или в Норвегии. Ну тогда непонятно. понятно, по-любому с этой поехавшей Грета Тунберг. По-любому с Джихадист. ней это... Левый исламофашист. Она тоже, кстати, джихадистка. Она тоже любитель джихада, там, радужного джихада, голубого, ну, всех видов джихада. Поддерживает мафию, всех бандитов, короче говоря. Кстати, вот, например, сказал вот этот самый Кутаев, кстати, про организацию, саму организацию ЛГБТ, да? Присоединился пан Чечен, Кто тут говорит, русский православный кто джихадист. тут болтает вообще? Пан Чечен, джихадист, Кто это тут пан включился. Чечен? Он опять ничего предлагает, у него выгодно, потом он упустил. Джихадист, пан Чечен, вас закусывайте, слышно. подожди, дайте говорить, елки-палки. Закусывать надо, пан У него, Чечен. у него сейчас текущие, Макс, ну они там, видишь, ну, Да, еще микрофон, Да, дай мне говорит. Дилмана. Он не слышит, он на джихаде. Да, я что хотел сказать, вот Кутаев сказал, да, сначала он сказал, что это поехавшие вот эту организацию он назвал, это ЛГБТ, да, но тут же сказал, что он не считает их там какие-то больными и так далее. Кстати, надо признать, среди вот этой организации действительно есть больные, реально, которые можно отнести к террористам. Почему? Потому что они массово выходили на митинги, так скажем, в кавычках, да, и массово поддерживали террористов Хамас. А кто поддерживает террористов Хамас, сам является террористом, понимаете ли. И вот большинство людей, которые входящие в ЛГБТ-сообщество, поддерживали Хамас-террористов. Более того, кричали «Интифада». И поэтому каждый, кто входит, можно сказать, эту организацию уже, я свое мнение говорю, не навязываю, но как есть, то, что я считаю как есть, так говорю. Она стала фактически джихадистской группой, именно ЛГБТ-сообщества, когда уже начала открыто защищать джихадистов из Хамаса. И когда открыто пропагандировали интифаду. Взяли, похитили вообще ни в причемных маленьких детей, похитили. Мы знаем в итоге, что с ними стало. Постараюсь не говорить жестко, но вы знаете, что стало с маленькими детьми. Мы видели эти картины, когда похитили там пожилую женщину и ее таскают по улице Газа как трофей. И в тот же день, когда это произошло, вот это нападение, вот эта организация, которая для меня лично является террористической организацией, ЛГБТ-сообществом,
которые для меня являются аморальными людьми, которые поддерживают террор. Эти люди поддерживали годами, несколько лет выходили на улицу. Вот эти многие трансы, которые выходили. Хотя изначально они могли бы осудить вот это действие. Возможно, если бы они взяли бы направление, правильное направление, сказали бы правду бы, да, надавили бы на своих братьев-мусульман, этих хамасовцев, да, этих синваровцев, которые сидят в Катаре, возможно, ничего не произошло бы, возможно, отдали бы заложников, да, кто, кому надо по башке шапку понадали бы, точечную хирургическую операцию провел бы Израиль, и ничего не было бы, никаких плаксов, ни о каком там гуманитарном там кризисе, ничего не говорили бы, да. Но мы видели, что большинство части действительно являются аморальными людьми, и эту организацию можно отнести, террористическую организацию, ее надо, как и Хамас, отнести террористическую организацию, как и вот этот сторонники Джорджа Флойда, которые тоже поддерживали, да кто бы не было, да, кто, вот какая бы организация не поддерживала его, скажу, надо отнести террористическую организацию. Потому что, ну, блин, посмотрите на кадры, взяли, захватили людей, вторглись, там просто ужас, и показывают карты открыто, как они совершают, они говорят, нет, это пропаганда. Это пропаганда. Но при этом тут вина, кстати, Израиля тоже. В чем вина Израиля? Когда вот эта флотилия вторгались туда, надо было их туда пустить. Надо было сказать, мы разрешаем, мы открываем все. Не надо было даже бомбить, да, надо было просто миру показать, что это за люди. Надо было их туда массово пускать. Грету Тунберг туда надо было пустить. Всех вот этих трансов туда надо было пустить. Всех это ЛГБТ, как ее там, сообщество, это надо было туда пустить. Всех, кто вот причастен, кто хочет, надо было вот пустить без виз, без ничего. И после этого закрыть все это. Не бомбить ничего. Чтобы они изнутри почувствовали вот это все, как к ним относятся со стороны. Интернет им включить, чтобы они могли транслировать и говорить, чтобы показывали реально, что это за люди такие. Показывают, как они их учат там летать с крыш, понимаете ли? А мы знаем, что оттуда еще как учат летать с крыш. Вот сами даже палестинские нетрадиционной ориентации убегали в Израиль и просили убежище, прося помощи. Израиль тоже имеет свою вину за то, что они там чрезмерно там в некоторых вещах неправильно поступали, не пуская вот этих активистов в эту территорию. Мы видели, например, грузовики, которые несли им продовольствие, как с ними поступали эти невинные люди. Они просто, представьте, человек на грузовике едет, несет им еду. Блин, они первые атакуют этого водителя и, блин, ну, насмерть забивали, мы знаем это. После этого чего стали кидать это через самолет, эти грузы, потому что никто больше не хотел туда ехать. Кому надо рисковать? Даже близко к границе не хотели, потому что они сразу же убивали водителя. Это факт. На это есть видеокадры, как они делали. И поэтому, да, есть вина и Израиля, есть всего мира вина, да. Надо было вот пускать всех их, чтобы они на себе почувствовали вот весь мир и любовь с их стороны. В данный момент вот я слышал, не могу утверждать, что это так. Их, я слышал, запустили в Ингушетию, в Чечню. Ну, запустили их, мы знаем точно. Но мы слышим уже о преступлениях, которые творят. Я слышал, что они ножевые нападения уже делают. Я слышал, что они уже пристают к девушкам. Понимаете? Ну, мы знаем, что в России в данный момент находится под куполом, да, информационным куполом, да, и скоро, возможно, будет железный занавес, да, и мы оттуда хрен какую информацию получим, да, и узнаем что-либо. Но я представляю, что они там творят. Вот эти все чуваки, да. Мы видим, это, что в Европе творится, да. Конечно, есть предъявы ко всем. Я могу предъявить ко всем. Я не могу молчать, кому-то говорить, не, ребята, вы там что-то там, нет, вы красавчики и так далее. Нет, я буду говорить все как есть. Да. Вина есть со всех сторон. И Израиля есть, и про этих террористов нам и говорить не надо, да. У меня есть много претензий Израилю за то, что они там
чрезмерно игрались вот с этими левославными, или не знаю как, или заднеприводными их назвать, не знаю, этих организаций, которые поддерживали терроризм, да. Надо было действовать, просто действовать, говорить, ну давайте, пожалуйста, заходите, смотрите, наблюдатели, сострадальцы всего этого. Не надо было, тогда не надо было бы бомбить там, ничего делать, понимаешь. Да, я знаю, да, заложники есть, там, вот это есть, да, там. Я все это понимаю, да. Но все-таки разве навсегда, чтобы поставить жирную точку, надо было массово им открыть вот эту границу. Массово туда их запускать, но не выпускать никого. И не бомбить никого, просто чтобы они на себе почувствовали весь эту усладу, вот эту исламскую. Закончил. Это называется самоубийство. Извини, я не хотел перебивать. Называется самоубийство через демократию. То, что у нас здесь работает. Я с тобой полностью согласен. Это вот прямое самоубийство. То, что мы здесь, вот, ну, как бы, все, как у нас это происходит, вот эта вся гуманность, это все и такое все, да. Вот за счет этой гуманности мы здесь, можно сказать, занимались самопожертвованием. Можно я очень быстро? Очень быстро. Есть вещи, которые я с ними согласна. Есть и наша вина, потому что, да, как Васик сказал, мы заигрались в демократию. Больше скажу, что очень много высоких постов, я имею в виду, в судебном праве, в законодательстве находятся именно те леваки, которые привели нас ко всему этому, и очень тяжело бороться было со всем этим. На протяжении 25 лет они очень хорошо сели, включая Осло. Какой 25? Больше, 25-30, 35 лет. Очень хорошо финансируется из левых партий Англии, Америки. И нам тоже не очень легко с этим справляться. И если бы мы их туда завели, да, а заходили туда вот такие вот придурки, один из друзей этой шибанутой туда пришел, решил показать, какой он добрый, пушистый, и белый, и розовый, и не знаю какой. Ну, его в конце концов прибили там. Дело в том, что не всегда у нас есть такое состояние, как развязанные руки на все, на каждого. Если бы мы могли действовать так, как нужно нам, да, ну, стерли бы в порошок, отправили бы уже всех к чертовой бабушке в Египет. А так как у нас есть определенное соглашение, я уже не буду тут затрагивать, у меня нет времени на это. Да, находимся в определенном положении, но все равно Израиль набирает силу и уходит в более правую радикальную сторону, потому что иначе нам по-другому не выжить. Да, мы должны быть сильной страной, которая диктует свои условия. И согласна, я согласна. Эти твари, я тебе даже другое скажу. Ты знаешь, невозможно было бы так точечно спасать людей. Чтобы спасать людей, туда доходили наши солдаты, наши близкие, погибали, отдавали свою жизнь за то, чтобы спасти хотя бы одного или двух. Это очень больная тема, очень больная тема. Вот так просто сказать, да, когда вокруг тебя все террористы, все до одного, от ребенка до старого пердуна, не так легко это все сделать. Идет жесткое выслеживание всех их нор, потому что они все сидят под землей. Не все так просто сказать и сделать. Поэтому спасибо нашим ребятам, которые отдали жизнь за то, чтобы спасти заложников. И да, и в чем-то я, конечно, с тобой согласна. Надо быть более жестким, надо быть более серьезным, не прощать никого и ни за что, потому что, задолбали, достали за 50 лет, высосали всю кровь. Хватит. Всех надо иметь жестко. Абсолютно жестко, не прощая ничего. Все, ребята, спасибо большое. Маечка, вот скажи, пожалуйста, вот, ну как подтверди точнее, да, вот мне это в голову сейчас пришло, сколько вот из всех тех, кого убили, помнишь, 7 октября, наших мушавов, наших кибуцах, сколько людей верили именно в совместную какую-то жизнь, там, выходили на какие-то там
Я имею в виду, как бы более лево толка. Нет, секундочку, нет, мальчика, секундочку, да. Нет много времени, я должна выезжать, я только отвечу. Я понял, ну и как бы это просто, это же не к тебе вопрос, как бы, да. Это не к тебе вопрос, это... Хорошо, Майя, я молчу, я только начал. Спасибо, я знаю, что ты только начал, я тебе скажу. Конечно, те, которые верили, помогали, и возили их к врачам, в больницы, да. Но те люди, которые погибли со стороны моего бывшего мужа, погибли племянники. Первые, кто погибли на берегу моря, которые пошли утром ловить рыбу. Это близкий, это очень близкий мне человек был. Это моего друга детства был отец. Это вот Саждода, они поехали, это нам я говорю, это не важно. Это не важно. Нет, но мой разговор чуть в другую сторону идет. Находятся в Газе, нет веры. Это твари. Мой разговор идет к другому, Маечка. Я честно, я не хочу, чтобы ты сейчас говорила, что я якобы говорю, вот, что они вот такие. Нет, они, опять же, еще раз, они хотели мир. Скажем так, они хотели мир с этими же палестинцами. Они подписывали какие-то документы, чтобы эти палестинцы к ним заходили, псевдопалестинцы, псевдомирные, чтобы заходили, чтобы у них работали. А вот когда некоторые здесь антисемиты задают нам вот такие вот вопросы, а как вы такое не углядели, как вы такое не усмотрели и так далее. А я скажу, почему не углядели, не усмотрели. Потому что мы лично подписывали документы до самоубийства. Потому что вот эти люди, которые вот там находились на этой границе, кого потом приходили, вырезали, убивали, вот эти вот псевдомирные, у них дома работали, они каждый день переходили через этот забор. Каждый чертовый день они переходили на протяжении многих лет. Они переходили через забор, они видели все, что происходит. Иди в Тель-Авив, расскажи тем, которые находятся в Тель-Авиве, которые каждую неделю... Нет, когда задаются вопросы, как ваш Мусад такое пропустил, как Шабак такое пропустил. А я скажу, как пропустил, потому что мы лично выходили, не мы лично, да, я правый. Но наши вот левые некоторые люди, которые выходили туда, они, им говорили уже, ладно, хрен с вами, хотите вы этих палестинцев кормить, там, своих наших соседей, да, вот они выграничат с Газа, да пускай заходят, пускай у вас покушают, у вас поработают и так далее. Вот этот урод вел вот этого террориста с автоматом. Он его тоже был с автоматом. Будь аккуратен. А что здесь быть аккуратнее? Нет, еще раз. Нет. Я говорю про араба, я говорю про палестинца. Я не говорю, мы хорошие, Майя, мы хорошие. Я говорю, что мы чересчур хорошие. Вот что я говорю, что мы чересчур наивные, ведем себя как бараны. Вот что я говорю. Что до такой степени мы хотим прям жить мирно и так далее. Это Ближний Восток. Здесь невозможно жить мирно, невозможно. Конечно, потому что вокруг нас не Европа. Согласна. Нету такого. Лазик, вам оппонирует джихадист, русский православный джихадист, чеченоговорящий. Я извиняюсь, секундочку, ПМ. У него слева сосед, которого он ненавидит, а справа его брат живет, араб. Так пиздуй нахрен туда, вот там вот, блядь, и кормись у себя, у араба. Какого хрена ты, блядь, в мою дверь стучишься? Какого хрена ты хочешь перелезть через мой забор? У тебя вообще там нахрен должна быть дверь открыта в сторону Египта. Это твои братья, бля, мусульмане. Это мы, идиоты, их нахрен, бля, открываем здесь им двери, блядь, и вот, блядь, наши вот такие вот кибуцники, да, вот мушамники, земля всем пухом, да, дай бог всем здоровья, кто жив. Это, блядь, мы так хотим с ними мирно жить, нахуй, блядь. С ними арабы не хотят мирно жить. А мы, идиоты, с ними хотим мирно жить, блядь. Нормально вообще? Блядь, в чем логика? Лазик, можно секунду, без эмоций? Вот мы на наших площадках всех поднимаем, всех до единого, даже чеченоговорящих русских ФСБшных мусульман, джихадистов, шариатчиков. Вот один из них это ПМ. Сидит уже давно и слушает нас, но на их площадках они нас не поднимают и даже вопросы нам не дают себе задавать. Он вам возражает, он вам оппонирует. Смотрите, слушайте, что он вам говорит. Говорите ПМ. Да он забыл «С» добавить после точки. Да. Перезайду, я должна выехать. Да, Маюша, возвращайтесь, когда хотите. Всегда вам рады и будем давать слово. ПМ джихадист, русский православный джихадист, мусульманин, ФСБшный. Говорите, мы вас слушаем. Куда должны уйти евреи? Говорите, вот, пускай евреи слушают, как вы им врете, на их эфиры приходите, что ислам ваша мирная религия, что вы там за мир, а тут вот вы говорите, слушаем. Вы скажите, куда должны евреи уйти? Говорите. Молчит мерзавец. Джихадистский, шариатский, русский, православный, ФСБшный мусульманин. ПМ молчит. Какой же вы мерзкий, наглый, подлый тип. Вот такие вот мусульмане разного разлива и сеют вражду и рознь, и проповедуют идеи всемирного джихада, халифата.
Что же вы молчите, ПМ? Говорите, вот Лазик, наш еврей, он возражает, вам открыто говорит, что ПМ, было. он откуда? Почему вы молчите? Он в Швеции. Откуда он? Мерзавец живет на европейских кафирских харчах, проповедует русский православный джихад среди чеченской диаспоры на чеченоговорящих площадках, чеченоговорящем информационном поле. Стучит на мусульман чеченцев. Все те мусульмане, которые к нему приходят на площадке, в его мечети, на его проповеди, собирают, создают списки, передает ФСБ. Потом сами русские же проповедуют этот ислам, и сами русские его преследуют. И убивают таких же, как и он, мусульман, недальновидных, глупых. Говорите, джихадист, мы вас слушаем, ПМ. Мерзавец. Да я уже испугался, мы что-то вообще с ним Да я сам испугался. разрекламировал его здесь. Кто это вообще? Про кого он сейчас говорил-то? А вас, джихадист, вот вы подлый мерзкий мусульман. Вы мусульманин, просто признайте, вы мусульманин или нет? Подожди, это тебя не касается, кто я. Не, вы мусульманин или нет? Просто ответьте на вопрос. Да, я мусульманин. Вот я, например, мусульманин. Я говорю, да, я мусульманин. В чем тут проблема? Смотри, я не проблема. Я проповедую джихад. Я ратую за всемирный русский православный ФСБшный джихад. Установление шариата. Вы можете это сказать в прямом эфире? Флаг тебе в руки, если ты признаешься, все. Но вы джихадист или нет? Кто же? Мы в одном исламском батальоне состоим или нет? Ой. Мы джихадисты? Вы джихадист? Вы вообще являетесь председателем отдельного или амиром отдельного международного, интернационального, специального исламского батальона, состоящего из афганцев, талибов, этих всяких, маджахедов, рохинджа, кого вы там только не собираете, всяких этих джихадистов? У тебя что, температура? Мерзопакостных. Говорите, мы вас слушаем, говорите, джихадист. Что с тобой? Джихадист, мы вас слушаем, мусульманин. У меня по голосу Ранина напоминает, честно. Если это шведский джихадист. Может быть, он со мной поговорит, может быть. Вы неправильно подход делаете. Да, я как-никак... Да, Ранин с собой дискуссию не вел бы сейчас. Ну, это я знаю, но как-никак я психолог, понимаете ли. Психолог? Да, я психолог. ПМ. Вы ПМ, да? Подожди, я посмотрю. Вы ПМ, да? Да, хорошо, ПМ. Пистолет Макарова, русский ФСБшный агент, работает русским оружием. Пистолет Макарова у него всегда в кармане. 9 миллиметров. Психолог. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы где проживаете в Европе? В Швеции, Норвегии, где вы? Тебе мои локационные данные нужны для ФСБ или для кого? Подожди, какой ФСБ? Для чего тебе? Не. Мне нужно для это самое... Для чего? Объясните. ТНСТ. Для чего тебе нужно или же для знать СЭПа. Для СЭПа. Если вы на территории СЭПа, то нужно... Да. Ой, на СЭПа, извиняйтесь. Ой, СЭПа. Извините, пожалуйста. Блядь, подождите. Извиняем. Для кого? Да. Для кого? Подождите, я вам сейчас скажу. Не перебивайте, пожалуйста. Давайте. Если вы находитесь на территории Швеции, то, конечно, для шведских спецслужб СЭПа. Если вы на Дании, то на датской для ПЭТ, да. Если на территории Норвегии, то для Норвегии, да. Нам просто интересно, как так получилось, что вы джихадист и пропагандируете. Подожди. Как так получилось, что он сдался под чеченца и проповедует в странах Запада русский православный исламский халифат и джихад, и устанавливает законы джихада и Аллаха на землях кафиров? Если вы мусульмане, что вы здесь делаете? Вы же сдались под чеченца. Вам прямой вопрос. Конечно, мы ваши данные будем отдавать западным спецслужбам. Вы не имеете права здесь находиться. Кому вы Ваше место в Русне, в русском золотом православном халифате. Послушай, придурок, ты зачем нужен специальным Да, я придурок, да. Которые знают свою работу. Мерзавец, вот вы мерзавец, заднеплеванный кверху зад, который проповедует идеи араба-бедуина, который изнасиловал 9-летнюю девочку, дочь своего лучшего друга, в доме своего друга детства. Вот вы кто, вы сектант. Вы убийца, насильник и маньяк. Вы разноситель зла, нечисти среди чеченцев. Вы еще к тому же стукач и дятел. Вы чих будете? Просто скажите, вы дятел или нет? Просто признайтесь. Я хочу знать, с кем я имею дело. Вы дятел или нет? Вы просто дятел, вы секстант, кто вы? Определитесь. Нам просто интересно знать, с кем мы общаемся. Скажите, кто вы? Кто вы есть и чих будете? Слушаю вас.
Ты слушай внимательно. Мерзавец, я с вами на вы говорю, так что говори со мной на вы. Я не Хорошо, буду слушай. опускаться на ваш уровень. Мерзавец вы такой. Уровень, Заднеприводный кверху зад. Хорошо, Просто скажите, слушай, кто вы и чьих вы для чего будете. тебе- Просто то вы есть чьих будете, данные- скажите. Кто вы? Дятел, сексот, секстант, джихадист, отстань, придурок. мужахед, Аллах, шариатчик. Аллах, Кто Аллах. вы? Перестань Вообще, скажите, я заело такой-то. тебя. Будды. Все, дайте я скажу, дайте. Человек Да, говорите. интересовался, где я нахожусь. И мне интересно, для чего это ему нужно. Я, конечно, готов предоставить ему все свои данные, но для чего? Просто объяснить для чего. Да, это Ранин. Ранин это ты, да? Для чего, Ранин? Ранин. Нет, ты Ранин. Ранин, по-моему. Нет, ты, по-моему, ПМ. ПМ, я ПМ, да. Вы Ты кто? не, Вы ну, ранин, я вы джихадист, PM, вы я маджахед. Кто вы? Скажите, просто скажите, я Я такой-то. PM. Я, например, Нохчу. Я Кто ты? чеченец. Нужно, Я про с вами себя говорю с позиции чеченцев. Со Нохчу. Хамилу, Алла. Кто ты? Чикмуш. Вац, о Нохчу, вац. О Яхкер, Бусал, Бюбо, Шлешел, Растиш, Матбеч, Килу, Йотет, О Нохчу, Хулильдац. О Нохчу, вац. Ахла, Илла, Илаллах, Боре, Муз Махмада, Расула. О Нохчу, вацу. О Раскиш, Яхкер, Килу, Йом. Итег, Халабеч. А Ен Даял, Слил, Рюм, Лей Амаля, Лей. Фахеню, Лей. Кому, на кого работаешь? Говорите. На кого работаете? Просто скажите, на кого работаете? Обязательно вас дадим в специальные службы тех западных стран, на территории которых вы находитесь. Потому что такие мерзавцы, как ты, приезжаете из страны Запада, сдаетесь под чеченцев, говоря, что вы чеченцы, что вас преследует Россия, хотя вы ведете пропаганду России, внедряете законы ислама, джихада, нормы шариата с чеченской общественности. А потом тут вы так резко становитесь мусульманами и отрицаете все чеченское. И не даете даже чеченцам, которые уехали из страны Запада, говорить, что они чеченцы. Просто говорить, что они чеченцы, вы им запрещаете угрозами и под страхом смерти. Угрожая им, что вы им отрежете голову. Не так ли? Правда или нет? Это правда или нет? Да, Давай, конечно, скажи, правда. это Вы кто с первого сначала? Вы мусульманин или чеченец? Просто ответьте на вопрос. Вы мусульманин или чеченец? Вы чеченец или мусульманин? Кто вы? Кто вы есть? Определитесь. Мерзавец. Я и тот, и другой. Ты скажи, я и тот, и другой. А, вы этот многоликий, как его говорят вот этот вот? Многоликий. Да. Анус многоликий. Вы анус, вот вы кто. Анус многоликий. Анус вы, вот кто. Я буду с этого момента называть вас, какое бы вы имя себе не придумали, я буду называть вас Анусом, потому что вы сами себя не представили. У нас в гостях приветствуем, дорогие друзья, все наши слушатели, те, кто нас будет слушать. В гостях у нас мусульманский, джихадистский, русский православный, мусульманин, шариатчик Анус. Слушаем Анус, его. его отец Анус, короче. Хорошо, все. Очень приятно, меня Лазарь зовут. Лазер. Тебя Лазер зовут, да? Да, ну я с вами уже познакомился, получается. Да, Лазер, ты... Лазарь, Яковерка мой. Ну, одно и Лазарь. то, хорошо, Хочешь Лазик, хочешь Лазарь. Этот. Лазер. Лазарь, да. Понятно. У тебя какие-то проблемы с мусульманами? Или... Нет, у него проблемы с вами, Анус. У меня нет проблем с мусульманами, у него проблемы с тобой, Анус. Коллега, можно я с ним все-таки поговорю? Да, поговорите, если хотите, доктор Крикс может вмешаться. У меня есть проблемы с тем, что ты больше антисемит. Это есть. Подожди. В твоей идеологии есть у меня проблемы, да. Да. У тебя какие у меня? Разве я антисемит? Да, ты антисемит. Конечно, вы антисемит. Только что ваша реплика была. Вы сказали, когда он говорил, и другая женщина, еврей говорили, вы говорили, оставьте земли мусульман, арабов, палестинцев и идите куда хотите. Как вы предлагаете евреям идти, куда они хотят? Это их земля. Я не говорил это. Вы антисемит? Конечно, вы антисемит. Вы призываете чеченоговорящих людей к убийству евреев. Это правда или неправда? Правда. Нет, да, конечно. Это правда. Новче, с твоего позволения. Это ложь, Пару слов, и вот я хочу, чтобы... Да, говорите. ПМ сейчас доказал, что я ошибаюсь. Я хочу, что ПМ ты сейчас сказал, ну, если ты не антисемит, да, ты же получается, как бы за права там евреев проживать на своей земле и так далее. Я так понимаю, правильно? Нет, мне абсолютно наплевать. Тем более, тебе наплевать, значит, ты это скажешь. Мне наплевать на вас, на арабов, на ваши эти пустынные дела. Абсолютно, вы меня не касаетесь. А почему у тебя... А если вам наплевать на их дела, зачем вы внедряете ислам, арабскую идеологию, человеконенавистническую, чеченскую среду? Вот скажите, если вам арабы не интересны, какого черта вашего шайтана и Аллаха
шныря чеченцев, которые пинками под зад гоняем, присмыкающихся, вы нам внедряете в чеченское общество, если вам неинтересны ближневосточные дела. Вопрос вам, анус. А я ладно, анус твой отец. Анус, я вас называю Анус, потому что вы не представились. Вас зовут Анус. Анус, если вам ближневосточные дела неинтересны, зачем вы внедряете законы ислама, шариата, это секста человеконенавистническое, исламофашистское, чеченское общество и поддержите это. Если вам не интересно, зачем вы это делаете, Анус? Ответьте, пожалуйста, широкой публике. Пожалуйста, перестань. Хорошо, ладно. Анус, ответьте на прямо поставленный вопрос. Вы же Анус. Анус твоя мама и твой отец. Анус, просим ответа. Почему вы пропагандируете, проповедуете? Вот начинаются жопные дела. Доктор Крикс, ваш выход. Доктор Крикс, ваш выход. Начинаются жопные дела. Доктор Крикс, я передаю вам пациент. Пожалуйста, работайте с ним. Бесплатный сеанс терапии от доктора Крикса нашему пациенту Анусу. Хорошо, дайте мне с ним поговорить, пожалуйста. Давай, вот этот у нас. ПМ, ребят, дайте поговорить. Буаршуй просто, да, буаршуй. Выга, буаршуй. Он хочет проверить вашу промежность, узнать, какой у вас орган детородный, мужской или женский. Дайте ему возможность. Я отвечу на первую. Насчет на первый. Ты спросил про меня. Анус, успокойтесь. Успокойтесь, Анус. Это будет сеанс длительной терапии. Наберитесь терпения, Анус. В каком плане, бабешуй? В плане того, что так же долудяши, багдолудяш, хамялда, тагуё. А чем мы вас оскорбили, Анус? Где я с вами некорректно выражался? Подождите, доктор Крикс, подождите. Анус, пожалуйста, пациент, обратите внимание на вашего собеседника, Нохчу. Я с позиции Нохчу, я чеченец. Где я с вами некорректно общался, и где я вас чем-то задел, я оскорбил и сказал неправду? Давайте, говорите. Давайте, говорите, хоть один термин. Я с вами на очень уважительной, почтительной волне общаюсь. С вами очень уважительно общаюсь, называю вас на «вы». Я даю только именно прилагательные на вашу личность, именно описывающие вас, ваш род деятельности, ваш характер и тем, чем вы занимаетесь. Я вас лично не оскорблял. Я просто говорю вещи и называю их своими именами. Вы подлый, мерзкий агент, ФСБшник, сектант, исламист, джихадист. Вы вредите чеченской нации. Вы мусульманин, вы не чеченец. А к тому же, когда вас попросили представиться, вы не представились и начали задевать заднеприводные кверхузадовые дела. Начали промежности мужские, что-то про женские какие-то говорить. И вы пришлось вас описать и сказать, вот, представляем вам, нашей широкой публике, господин Анус, мусульманин, джихадист. Все? Слушаем вас. Бесстыжие, абсурд не обсуждаем. ПМ, давай поговорим. Подожди, оставьте его, подождите. Я с вами, коллега, это Нохчу, пожалуйста, успокойтесь. ПМ, вот я хотел сказать, вот кто-то сказал, что он антисемит. И у меня вот вопрос, как тебя звать? ПМ или как тебе имя, какой тебе дать? Анус, господин Анус, товарищ Анус, майор Анус, капитан-лейтенант гвардии майор, генерал-лейтенант, генерал-майор Анус. Вот этот человек уже представился. Коллега, дайте ему... Все, молчим, слушаем. Да, доктор Крикс, ваш выход, слушаем. Дайте ему сказать, пожалуйста. Как вас зовут, ПМ? Лучше, убора. А ты уверен? С ПМ. Диктор ПМ. Анус. Хорошо, Аслан. А це вир. Це анусю. Анусю. Дай мне поговорить, Нохчо. Молчим, слушаем. Дай поговорить. Нохчо, у меня вопрос к вам. Вот вас назвали антисемитом. Кто сказал, что он антисемит? Это вопрос господину Анусу? Не, вообще, здесь кто-то обвинял, что он антисемит, это ПМ. Он сказал, когда Лазик говорил, высказывал свои мысли, он вмешался и сказал, тогда уходите из земель палестинцев, наших братьев-мусульман, арабов, и он является антисемитом. Он не дает права евреям жить на своей
родной земле. Он им запрещает, данное им, как они говорят, Богом, Аллахом, право жить на своей земле. Коллега, есть разница между антисемитом и юдофобом, понимаете? Антисемит — это тот, кто имеет против всех семитских народов, как аврамийских, как арабов, там, да? Если он вот это всех ненавидит, тогда он антисемит. Но если он конкретно против одного народа имеет, как скажем, как еврея, да, то он становится юдофобом, да? Если он, но и то зависит от того, от каких евреев. Если действительно есть, который еврей, который представляет опасность, да, тогда, конечно, он имел бы право иметь фобию. Фобия — это значит, необоснованный страх, да, но в данный момент, если он необоснованно говорит про евреев, то тогда это будет необоснованно, не доказано, что конкретно от евреев исходит какой-то страх, исходит от них какой-то террор или еще что-то, он должен будет это обосновать, да. Но если говорить об антисемитах, то я понял, что он общим вообще от семитских народов он ненавидит, как я понял. Да? Это определение, братан, определение не совсем правильное, не совсем правильное определение. Немножко, если я могу добавить, я могу, если я могу... Арабы они семиты, правильно? Семитское племя, да. Ну, что, опять же, нет, это геноцид, и именно конкретно уничтожение на тот момент, вообще Гитлер, да, вот это вот, вся вот немецкая нацистская шваль, как бы она принесла вот эту именно конкретную тематику, ну, и кроме них, еще до этого, и инквизиции и так далее. Все, что касательно, семитских племен, и именно к уничтожению, постоянно, вот мы были как-то, нас пытались всегда убить. Есть люди, которые несут намеренно вранье. Вот этот человек... Лазик, я знаю, я знаю всю эту историю. Я с этим человеком поговорил. Это антисемитизм чистой воды, нет. Я еще к нему зашел сейчас пока. Лазик, я понял. Антисемитизм — это против всех семитских народов, когда против евреев — это юдофобия. Но у меня вопрос, Аслан, к вам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, чтобы вы защищали, сидя где-то, вы в Скандинавии находитесь, да? Я тоже в Скандинавии, я в Дании нахожусь, да? Чтобы вы знали. Вам какая выгода сидеть где-то в Скандинавии, Какую выгоду? Что значит какую выгоду? Какая лично вам выгода или для будущих ваших потомков, или лично для вас, вашей семьи, защищать или влезать в эти конфликты, арабские, еврейские конфликты, между кузенами, да, вот которые дерутся, да, между собой. Понял. Зачем вас это интересует? Зачем вам туда нужно? Так я же вообще не обсуждаю. Это ты мне сейчас навязываешь всякую. Я не навязываю. Почему ты мне навязываешь быть тем или иным? Я вообще не говорю, Хорошо. В таком случае я прошу прощения, Аслан. Я прошу прощения за то, что я неправильно понял некоторых моих коллег и действительно подумал, что это так, да. Вопрос к вам. У вас вообще мировоззрение какое? Вам есть дело до арабов, до евреев? Или вообще вы влазите в их конфликты, их дела там? Или вы сторонник шариата? Или вы за то, чтобы навязать всему миру ислам, шариат? Вы являетесь таким человеком? Подожди. Тебе зачем задавать вопросы и защищать арабов или евреев? Зачем ты поднимаешь среди чеченцев? Подожди, послушай меня. Зачем ты среди чеченцев поднимаешь, кто вы, или эти? Зачем ты их должен ставить в какую-то позицию и потом, исходя из этого, гнать на них? Зачем ты задаешь? Я зашел сюда, слушай меня. Я зашел сюда. Слушай, есть агенты, не агенты. Зачем ты поднимаешь эти вопросы? Ты сам утверждаешь. Потому что от этого зависит моя жизнь моих детей, безопасность моей страны Дании, в которой я проживаю. Понимаете ли? Потому что много террористов. Да не надо себе как бы боги набивать этим. Слушай, я конечно набиваю. Я набиваю. Вы не понимаете? У меня тут дети растут, понимаете? У меня тут дети в школу ходят. Я не хочу, чтобы какой-то сумасшедший Аллаху Акбар кричал и наехал грузовиком на детей. Я за безопасность своей страны беспокоюсь. Слушай, зачем мне ты нужен вообще? Зачем нахрен ты мне нужен? Чтобы на грузовике или на муравье на тебя наезжать.
Зачем ты мне сдался вообще, слушай? У меня других дел нет. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к Российской Федерации, там, агентам Зачем тебе я знать хочу, мои если вы какие-то их переживания? Мне нужно, Зачем чтобы тебе потом это знать? передавать это спецслужбам. Я не хочу обсуждать с тобой это. Я хочу понять, ты террорист не или надо, нет? Не надо. Ты надо ставишь мне. людей. Нет, я тебе хочу надо сделать для результат. манипуляции. Я Нет. хочу, если Подожди, ты террорист, не я хочу хочешь. отправить в тюрьму. Хорошо. Я хочу отправить его в Единственное, тюрьму. что ты хочешь. Отправить его на парашу. Опущенным, чтобы был уже в тюрьме. Он же и так опущенный мусульманин. Анус. Все, этот про анус только. Все. Хорошо, с тобой понятно, как тебя звать, ты представился 100 раз уже. Зачем тебе манипулировать этими ситуациями и искать какие-то оправдания своего пребывания в Дании? Ты можешь просто сказать, я говнюк, я трус, я хочу здесь жить. Иди и скажи им, зачем тебе ставить себя в жертву позиции и искать оттуда какую-то выгоду? Зачем ты это делаешь? Я хочу таких... Слушай, я таких говнюков, как ты... Я хочу таких говнюков, как ты, отсюда, чтобы они свалили. Без оскорблений. Можете сказать опущенный. Коллега, опущенный. Не надо его оскорблять, говнюки, это некрасиво. Опущенный просто. Называйте опущенный мусульманин. 100%. Опущенный мусульманин Абу Анус. Кстати, напоминаем нашим слушателям, у нас в прямом эфире очень известная личность среди мусульманских шариатских закрытых кругах. Опущенный мусульманин-джихадист, русский православный ФСБшный агент Абу Анус. Зачем вы себя... Настоящее его имя Аслан, но мы не знаем точно, в какой скандинавской стране он находится. Прокормиться в Европе, мы вас и так примем, дорогие, и на работу вас устроим. Я приму тебя, говнюк, иди сюда. Если тебе Зачем ты он оскорбляет, он оскорбляет, но мы им даем эту возможность, чтобы его сущность проявилась. Не надо, у меня все хорошо, зачем ты манипулируешь? Зачем? Зачем ты людям задаешь вопросы коррупционные и ставишь, ты не выявляешь. Единственное, ты ищешь себе какое-то оправдание, чтобы прийти к властям и сказать, меня преследуют, дайте мне, пожалуйста. Да, его преследуют такие террористы, как вы. Русские православные мусульманские джихадисты шариатские на территории запада стран его преследуют. Это правда, мы подтверждаем. Абу Анус, вы же его преследуете? Правильно, вы же сзади нападаете. Абу Анус, вы же сзади нападаете. Из-под тишка, как ваш пророк Мухаммад, бедуин, убийца, насильник и маньяк, растлитель малолетних детей. Он тоже нападал на своих собратьев-арабов-бедуинов из-под тишка. Резал их, ночью нападал, девочек продал в рабство, маленьких Слушай, детей. нам не нужны твои какие-то восточные проблемы. Вы Абу Анус. Хорошо, если вам восточные нужны, ответьте на простой вопрос. Абу Анус, можно с вами поговорить? Вы мусульманин? Пошел ты вон, Вы мусульманин? Просто ответьте на вопрос. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Вы мусульманин? Просто ответьте на вопрос. Вы мусульманин? Просто ответьте на один вопрос. Вы мусульманин? Просто, пожалуйста, умоляю вас, стою на коленях в студии в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Белым домом, на зеленой лужайке. Стою на коленях, прошу вас, скажите, ответьте на один вопрос. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Просто можете ответить, вы мусульманин? Тут твои Абу Анус, услуги вы не мусульманин? спецслужбам никому не нужны. Аслан, дядюшка Аслан. Напрашиваться. Дядюшка Аслан. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Просто ответьте на вопрос, вы мусульманин или нет? Не, просто можно вам задать, вы мусульманин или нет? Просто можете сказать, я мусульманин, гордо заявить, я мусульманин. Неужели это так сложно? Ну неужели это так сложно? Вы мусульманин или нет? Я вот, например, вам отвечу на вопрос. Задайте мне вопрос. Тебя не ебет это, все. Вот братья мусульмане, слушайте вашего проповедника. Он вам делает такие, он в ваших мечетях, закрытых сектах там проповедует идеи ислама, но когда ему задают прямой вопрос на широкой публике, просто задают вопрос, вы мусульманин, он не говорит, что он мусульманин, но вам идеи ислама и джихадов проповедует. Он кафир. Да, кафир. Вы совершили куфр. Вы отказались от вашего Аллаха и вашего пророка, наилучшего из людей, на которого вы должны... с которого вы должны брать пример и перейти по его стопам пойти, чтобы попасть в рай. Просто ответьте, вы мусульманин или нет, Абу Анус? Аслан, кто вы там? ПМ, Ронин, кто вы вообще? Неизвестно, без разницы. Просто голос.
Вы же голос, безликий голос исламский, Ладно, джихадистский, даю, да. русский, православный. Скажите просто, вы мусульманин или нет? Просто ответьте, вы мусульманин? Просто я вам задаю вопрос. Ответьте. Вот вы мне задайте вопрос любой, я вам отвечу. Открыто и прямо. Просто я вам... Вы задайте мне один вопрос прямой, я вам отвечу. Спросите меня, вы мусульманин, Нохчи? Скажите, вот задайте мне вопрос. Вот мне задайте вопрос, я вам отвечу, я покажу, как надо отвечать. Я вам покажу, как надо отвечать. Я вас научу немного смелости, потому что вы лжец и трус. Трус и лжец. Лжец и трус. Трус и лжец. Вот и вся ваша сущность. Вот все тем, чем вы наполнены. Вы просто трусливый лжец. Вы лживый трус. К тому же. Абу Анус, задайте мне вопрос, я вам отвечу. Успокойся. Задайте мне вопрос, я вам покажу, как надо отвечать. Просто мне задайте вопрос, я вам покажу, как отвечают достойные чеченцы. Отстань от меня, слушай. Я вам задаю вопрос, вы мусульманин или нет? Просто можете ответить или нет? Отстань. Вы мусульманин или нет? Вы мусульманин? Мусульманин ли вы? Абу Анус, Аслан, дядюшка Аслан, тетушка Аслан. Женоподобный арабовидный, плачущий, плаксивый Аслан, ПМ, в арабском платье. Где вы там засели? В кустах, подтирая с тремя камешками. Вы мусульманин? Женоподобный, писклявый, пищащий, верблюжьей мочой, умывающийся верблюжьей мочой, и который духарится духами, парфюмом, который сделан из верблюжьей мочи по суне пророка Мусмама, убийцы Насилия Каманяка. Вы мусульманин или нет? Просто ответьте на вопрос. Вы мусульманин? Мусульманин ли вы? Просто скажите, вы мусульманин или нет? Вы можете ответить на этот вопрос? Это очень простой вопрос. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Мусульмане, дорогие братья мусульмане, ахишки, ихваны, джамаатчики, вот ваш брат мусульманин. На всеобщей публичной площадке не отвечает на простой поставленный прямой вопрос. Мусульманин ли вы? Он отвергает свою умму, отвернулся от Аллаха, сделал куфр и отвернулся от своего пророка бедуина, насильника, маньяка, растите малолетних детей, бандита, Музмахмада. Они хотят очистить наше общество. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Просто скажите, вы мусульманин или нет? Доктор Крикс, задайте мне вопрос. Доктор Крикс, задайте мне тот же вопрос. Доктор Крикс, прошу вас, задайте мне вопрос. Вы мусульманин? Единственное логический ответ. Нет, я чеченец. Я чеченец, да. Абу Анус, вам вопрос. Вы мусульманин? Ты и так в дерьме, ты сдохнешь. Вы мусульманин, просто ответьте на вопрос. Вы мусульманин? Нет, я чеченец. А он не может ответить. Вы мусульманин? Смотрите, доктор Крик, задайте мне вопрос просто на широкой публике. Вы мусульманин? Нет, я чеченец. Я просто всю свою жизнь посвятил уничтожению ислама в чеченском обществе. Я никогда не верил, не был, и мои предки не были мусульманами. Это чуждое нам человеконенавистническая фашистская идеология, ничего общего не имеющая с чеченцами. Вам задаем вопрос, ПМ. Вы мусульманин? Можете ответить? ПМ, отвечайте, включите микрофон. Вы мусульманин? Ответьте, пожалуйста. ПМ, вы все, мусульманин? уйди. Ты не из нас абсолютно. Ты не из нашего общества. Иди обсуждай свои восточные проблемы с евреями, с арабами. Ислам откуда пришел? Ислам откуда пришел? Не задавайте вопросы на чеченцев вообще. Не смешивайте нас с этими проблемами. Ислам откуда пришел? Да я влезь, Ислам откуда пришел вообще? Он с Востока пришел? Ищут повод для того, чтобы настучать на кого-то. Вы мусульманин, просто ответьте на вопрос. Ислам откуда пришел? Хорошо, давайте побеседуем с вами. Конструктивно, давайте, интеллектуально побеседуем. Абу Анус, успокойтесь. Смотрите, вы говорите, если вы не мусульманин, то вы не чеченец. Правильно я понял вашу мысль? Правильно я понял вашу мысль? Если не мусульманин, то не чеченец. Правильно вы говорите, Анус? Анус, вас задержали уже? С вами шведская полиция. Доктор Крикс, послушайте, на каком языке с ним говорят? Арабы. Ага. Сейчас послушаю. Так, араби. Ахуй. Шу ахуй. Так, араби. Ахуя. Кальб. С ним арабы-то, он что, он в Иордании находится, в Сирии, где он там? Я живу в Израиле, как бы, да. Мусульманин. Анус.
Анус, вопрос вам. Вот вы говорите, если вы не мусульманин, вы не чеченец. Хорошо, давайте разберемся. Вопрос-ответ, коротко. Я тебе скажу так, смотри, я всегда гордился тем, что я яуд, сионист и так далее. Если мне зададут вопрос, если ты мусульманин, я бы уже, вот как он задавал этот вопрос, как бы я бы уже стал бы мусульманином. Ну, скорее всего, да, хреново. Мусульманин. Ты мусульманин, он тебя уже должен был уже просто заколдовать, как бы, да, а ты все равно нет ни в какую, я не мусульманин. Так тоже Нет, не мусульманин. Он мушек, алхамдулилlah. Ну тогда получается, что ты не мусульманин, зачем ты себе ругаешься тогда? Лазик, я ни с кем не ругаюсь. Ты слышишь, кто... Я не хочу тебя задеть, давайте я вам задам вопрос-ответ. Я вам два вопроса задам, больше не буду вас мучить сегодня. Абу Анус, просто давайте интеллектуально побеседуем. Нормально, дипломатично, корректно. Вопрос. Вы говорите, если вы не мусульманин, то вы не из нас. Типа, вы хотите сказать, что не чеченец. Скажите, какая связь между чеченцами и мусульманской идеологией, сектой, ислам? Объясните. Уже не интеллектуальная беседа. Вопрос я вам задал, ответьте просто, какая связь чеченцев с мусульманами? Тебе не дано говорить. Хорошо, скажите, мусульманином каждый может стать или нет? Или там избранные? Докча, можешь дать мне 2 минуты, пожалуйста, этим человеком? Ну, как бы у тебя на стриме, да, чуть-чуть, пару минут. Просто вопрос ему задайте, мусульманин все могут стать, вообще это избранная религия? Ты же зашел сюда, правильно? Зашел сюда с какой-то темой, правильно, Пем? Да. Да, ты зашел, у тебя были какие-то намерения, как бы, что-то оспорить, Ну да, на какую-то тему поспорить, правильно? Тебе эти люди в любом случае не нравятся, по какой причине, вот скажи. Мне абсолютно наплевать на них. Нет, зачем ты сюда зашел? Их существование. Зашел, зачем? Я зашел на тему, послушай, личности, меня абсолютно эти личности не касаются. Мне до них как бы вообще дела нет. Ну а зачем заходишь, когда сейчас ты говоришь, они на настроение сдались, то я зашел. Слушай, ты за куда угодно можешь зайти. Я не за куда угодно Послушай, могу ты зайти. зашел к чеченцам, вроде бы бывшим. Я зашел к людям, здравомыслящим людям. Хорошо, послушай меня. Это дело не чеченец, как бы. Тебе нужен, ответ нужен тебе? Или Конечно, я слушаю. Я выключаю микрофон. Нет, давай. Я вроде бы зашел, вот они как бы ногти написано у них внутри, как бы, ну, они обсуждают наши проблемы, связанные именно с Востоком. Проблемы, исходящие от евреев, от арабов. И они как-то это перемешивают с нашим народом и нагружают нас этими вопросами. Ты зачем здесь? Мы как бы обсуждаем свою тему. Ты зачем зашел сюда? Какие проблемы у тебя с евреями? Они обсуждают у тебя проблемы с арабами, тему. Да, есть. Спроси у них, если они правы. Нет, подожди, а теперь у меня к тебе такой вопрос. У тебя проблемы Ты сначала послушай меня внимательно. Угу. Я отвечу. Скажи, когда закончишь, ты мне ответь сейчас. Зачем ты зашел? Я зашел обсудить нашу проблему. Ты зачем туда, еврей, зашел? Пем, давай, что мы друга не перебивали, я просто не знаю, где ты ответь, я же тебя не перебиваю. Все, а теперь не перебивай, отвечай, давай. Еще раз, вот эти люди, допустим, ведут такую тематику, что у них проблемы с арабами. По какой причине? Потому что араб, ну, опять же, еще раз, для меня это историческая личность, здесь, кстати, люди со мной тоже спорят. Я говорю, я туда не лезу, говорю, в вашу религию не лезу, говорю, я религию не хаю. У тебя есть проблема с арабами, вот у них есть проблема с арабами. Почему? Потому что араб принес им ислам. Все. Но это не моя проблема, это ваша проблема. Вот они обсуждают эту проблему. А причем хорошо, тебя это как касается? Я с ними дружу. Ты араб, что ли? Нет, я дружу с нормальными людьми. Так зачем? Да, ты можешь дружить с кем угодно, нет, но тема думать, твоя. Нет, еще раз послушай меня. Давай я тебе нормально отвечу, чтобы у тебя лишних вопросов ты мне не задавал. Я с ними дружу. Почему? Потому что они говорят правду, кроме того, что ваша личная тема есть, да, вот чеченская. Вот у вас есть личная тема, я туда не лезу. Еще раз, стоп, почему ты меня перебиваешь? Кроме этого, у них есть еще как бы такая, ну, я тебе скажу, ну, как бы нормальная, да, вот как люди живут на этой планете, нормальные люди живут, у них есть еще какая-то своя позиция, как бы, они топят за жизнь. Я вот, потому что они топят за жизнь, я с ними подружился. За жизнь я имею в виду, как бы, жить хорошо, жить правильно, не убивать друг друга и так далее. Что дальше? То есть им можно дружить с евреями, но не с арабами, так? Нет, так они говорят, что арабы виноваты. Нет, еще раз, подожди, стоп, остановись. Я в вашу арабскую тематику не лезу. Это твоя арабская тематика. Я могу ее увидеть. Но я же не лезу, я тебе же не начинаю сейчас говорить, арабы плохие. Арабы для меня плохие у меня дома, вот с которыми я воюю. А теперь оказалось, что и у вас та же проблема.
Но они вас убивают, вот сначала психологически вас убивают, а потом заставляют вас ходить и умирать. Понимаешь, в чем дело? Не переживай за нас, когда ты иди за себя просто. Не, подожди секунду. Не переживай за нас. Подожди, что ж не переживай? Ты мне будешь говорить, как мне дружить с своим другом, я не понимаю, в чем дело? Вот я дружу, не обсуждай наш. Вот я с Тохчей дружу, я с Харботом дружу. Со мной ничего не обсуждай. А Букирилл вообще, смотри, какой красавчик, КГБшник. Вот я хочу связи какие-то иметь, допустим, да, религиозные такие вот эти. Хорошо. Российские и так далее. Я поясню тебе, Лазик, слушай меня. Да. Ты добрый человек, послушай меня. Коротко. Послушай меня теперь. Они просят чеченцев отказаться от арабских восточных проблем. Точно так же я им предлагаю отказаться от всех восточных проблем. Они от религиозно-арабских независимо от ваших внутренних разграничений. От религиозно-арабских Вы нам нахрен не проблем. сдались. Иди, пожалуйста, уйди отсюда. От религиозных ты меня выгоняешь? Идет твой отец, который тебя породил. ПМ, послушай. С кем ты разговариваешь? ПМ, послушай Своим сюда. отцом. ПМ. С кем ты разговариваешь? Ладуа? Да, подожди, ПМ. Абуанус, не оскорбляйте нашего друга еврея. Не надо коллега, оскорблять. дайте мне слово сказать этому человеку. Коллега, дайте мне вот одно слово сказать. Ну, что это такое? ПМ, почему, когда вы приезжали в Европу, вы такой крутой Нохчо, вы такой крутой чеченец, то есть вы такой крутой мусульманин. Я какой приехал, такой и есть. Дай мне сказать, да елки-палки, я ответил да что тебе с тобой? уже. Ответил, я какой. Не навязывай мне. Коллега, закрой ему ты не микрофон. вопрос Ну, задаешь. что такое? Коллега, Ты на меня коллега, навязываешь. закройте это. Не, мы ему специально даем дольше, чтобы люди слышали, как он врет, как он лжет. Он трусливый лжец и лживый трус. Мусульманин, заднеприводный, кверху зад. Русский ФСБшный агент, джихадист. Проповедник русского православного джихада, Я халифата. понял уже. Дайте мне Да, сказать, Абу коллега, Анус, пожалуйста. говорите. Ну что такое? Ну дайте мне вот слово. Ну что это такое за балаган? Вот ты, ПМ, вместо того, чтобы как мужчина взять в руки гитару, там, кричать Иерусалим, джихад куда-то туда-сюда, ты вместо этого побежал в Европу, при этом ты являешься пророссийским агентом, как я понял. Ты против России ничего против не имеешь. Ты даже рот что метка. Да. Ты еще такой, жалко это так тут выступаешь. Почему ты Евросоюзу не сказал, это мое личное дело, я у себя разберусь, не давай мне тут не азуль. Отвечаю. Почему Можно ты ответить? прибежал сюда? Черт подери, Можно зачем ответить? ты нахрен ты сюда приехал? Да, вообще? можно Скажи мне, ответить, пожалуйста. Сейчас Я- тема не арабов, тема не Хорошо. евреев. Зачем ты приехал в Европу? С какой целью? Отвечаю. Ты вот когда сдавался, ты говорил, что ты преследует тебя по обвинению в ЛГБТ, что ты как бы следуешь этой линии. Почему ты среди чеченцев официально это не говоришь? Ты сдавался как пидорас. Вот, я вот должен как бы отстаивать свои позиции. Почему ты Хорошо, не говоришь, хорошо, что давайте, ты Абу пидорас? Анус. Вот я, например, сдался под пидораса, допустим. Я подожди, вот как речь, я беру на себя, не надо. Я сдался под пидораса. Чем это вас задевает? Вас это задевает чем-то? Допустим. Нет, ты же сдался, что... Не, ну я назвался под пидорасом. Вы что, против пидорасов тогда на территории Европы? Вы против геев? Скажите, вы против геев? Где вы находитесь? Просто скажите, в какой стране. И вас привлекут за гомофобию. Вы Абанус, вы всегда проповедуете сзади приводы вот эти свои дела, кверхузадовые. Вы же сам голубой, латентный педер. Доктор Крикс, это ваш пациент, говорите с ним. Почему ты это не говоришь? Смотри, ПМ, слушай, я понял теперь, какая у тебя проблема. Слушай меня внимательно. Проблема Ты это у тот тебя. самый проблема. мой пациент. Смотри, я понял, у вас проблема. Вам везде мерещатся заднеприводные и гомосексуалисты. Давайте сейчас про это поговорим. Конкуренцию боятся. Подождите, сейчас Машу. Короче, люди сдались как пидорасы. Мы вас не преследуем. Живите, пожалуйста. Вы сдохнете, когда придет ваше время. Не трогайте. Не пытайтесь сделать из всех людей пидорасов. Подобно вам. Пожалуйста, отстаньте от чеченцев. Идите нахрен со своими евреями, арабами, со своими проблемами. Не смешивайте ваши пидористические дела с чеченским народом. А я такой не говорю, кстати. Идите нахрен со своими проблемами, пожалуйста. Анус расслабили, глубокий вдох и расслабили анус. Расслабил анус, расслабляй анус, глубокий вдох, анус,
Анус, расслабляй. Свечку себе поставили? Видите, у них одно, на свечку. то, что люди... Открытый гомофоб, боевой педер, боевой пидорас Абу Анус. Представляем вам, к тому же он еще латентный пидор. Ихняя проблема крутится вокруг вот этого слова постоянно. У них проблема с... Эту тему вы затронули, кстати, Абу Анус, вы про эту тему не говорили. Вам был просто задан вопрос простой, вы мусульманин? Просто скажите, вы мусульманин? Анус расслабил. ПМ. Видите, у них вот сделайте с ним дыхательную гимнастику, доктор Кликс. Доктор Кликс, дыхательную гимнастику сделайте, чтобы он расслабил свою вот эту заднюю часть тела. Все, давайте. Не, подожди, не уходи секундочку. От всех чеченцев заявляю. Не уходи. Подожди. Вот этот мусор, который говорит на чеченском языке, будучи пидоразами, которые обсуждают наши проблемы, связывают нас с какими-то... Какие ваши проблемы? Вот эти гниды нам не нужны. Официально заявляю, они сдохнут, когда придет их время. В чем заключается твоя проблема, Пем? Никто их не преследует. Никому не нужно. Проблема твоего народа заключается. В чем заключается? Иди отсюда, пожалуйста, своим народом. Иди отсюда, я к тебе прошу, что идти отсюда. Иди нахрен, не обсуждай со мной ничего. Ты пойдешь, иди нахрен со своими проблемами. Да, ответь на вопрос. В чем заключается твоя проблема твоего народа? Тебя не касается. В чем заключается проблема твоего народа? Тебя не касаются наши проблемы. Иди свои... Так ты ее не хочешь обсуждать, бля. В пустыню иди там, поохоться за ящерицами. Иди вон. Ты не хочешь ее обсуждать, а вот люди обсуждают. Иди, абсолютно тебя не касается. А что ты меня обзываешь? Ругаешься. Я с тобой ругался? Да я не ругаюсь, я тебе отвечаю. Ты мне не нужен, не задавай мне вопрос. Успокойся. Меня, не нужен меня, ты мне. Для меня не существует ни араб, ни еврей. Пошел вон. Я родился там. Я родился там, я знаю проблемы ваши. Не надо. А ты от нее отказываешься. Иди нахрен отсюда. А что ты, блядь, такой подгораешь? Я не понял. Видишь, я тебя нахрен посылаю. Все, иди, отстань от меня. Ты манкурт. Ты чистый манкурт. Иди отсюда, ты манкурт. ПМ, ты! Костя, послушай, я вот эти пидорасы, которые здесь собрались, никто из чеченцев их не преследует. Они сдохнут, когда придет их время. Кто сдохнет? Официально, всем спецслужбам, всех стран. Вот эти пидорасы нам не нужны. Никто их убивать не собирается. Кому ты продался? Кому ты продался? ПМ, анал расслабь, анус расслабил, ПМ. Расслабил анус? Послушай внимательно. Глубокий вдох. Смотри, глубокий вдох. Куда ты убежал? Вот смотрите, видели? Я из него хотел изгнать заднеприводного джина, он сразу убежал. Я ему вот хотел, я прочитал. У тебя, говорит, я извиняюсь, прошу прощения, у тебя, говорит, люди, как бы, какого хрена, говорит, вы рассказываете о нашей проблеме? В смысле, какая проблема нахрен? О том, что, блядь, вас заставляет ходить умирать. За, там, опять же, радикальный ислам, я подчеркиваю, радикальный ислам. А вы, вот, чтобы как я знаю, да, я знаю, ваша история, это моя история рядом, как бы, да, то, что вы как бы проживали все. Я знаю, что вы даже знать не знали, кто такие арабы, нахрен. Сегодня вы за арабов топите. Но я имею в виду образно, да, сегодня вы за арабов топите. Сегодня вы вспомнили, что Мухаммад, пророк Мухаммад, он был арабом. А как ты себя отдаляешь от пророка, да, елки-палки? Что мне до арабов похуй? Как тебе может быть до араба похуй? Когда твой пророк араб, ну серьезно, да, блядь, ты что, дурак, что ли, нахрен? Скажи, да, скажи, я мусульманин. Скажи, да, я не согласен там с радикальным исламом. Приди, объясни, скажи, я, блядь, не приветствую радикальный ислам. Скажи, что, блядь, те, как, блядь, наши вот... Наши отцы, как наши деды, как бы и так далее, да, сегодня их не принимают как мусульмане и так далее. Блядь, наберись ума, блядь, зайди, скажи такое. И сделай замечание своим чеченцам, и сделай замечание через это своим чеченцам, допустим, да, блядь. Хоть, блядь, я понимаю, что вы не будете с ними не согласны, но хотя бы диалог какой-то проведи. Кликс, мне похуй, блядь. То, что ему на меня похуй, какие до еврея, блядь, я, блядь, скажу, слышь, блядь, ну, твое право. Твое право, блядь, и тем более, как бы, если тебе на меня похуй, блядь, и разговаривай обо мне вообще, да. Не давай мне с тобой ругаться из-за этого. А вот, блядь, на свой народ, значит, получается, тебе на свой народ похуй, да? Не, я ни с кем не ругался. Я образно, я про него говорю, да. Крикс, тебя на самом деле... Просто жалко его. Крикс, слышишь?
Тебя же на самом деле поймали. Черкес, мусульманин тоже, джихадист, русский православный ФСБ, что представляю широкой публике. Давай, вот сейчас, послушай. Я тебе расскажи сюда. Теперь ты не будешь говорить, послушай сюда. Расскажи, пожалуйста, как ты мужеловством занимался в тюрьме с мужчинами. Рассказывай, потому слушай, что тебя ты... же... Рассказывай. А ну давай со своей анальной фантазией. Давай, свои анальные фантазии. Давай. Тебя же, подожди. Тебя же на самом деле поймали с мужиками, блядь. Послушай. Подожди, в Дании, блядь. Как тебя Новые истории. Подожди, слушай, блядь. Про мужеложство от мусульман. Кстати, нашей широкой публике представляем черкес, который живет в Турции, но почему-то хочет исламизировать всех чеченцев, превратить их в джихадистов, мусульман-шариатчиков. А сам русский гражданин с российским паспортом и ходит по законам Российской Федерации, террористического государства. Вот, говорите. И заодно любите мужских аналогов. Кстати, это мой пациент. Да, говорите. Аштон, мерзавец. Говорите. Вот был анус, а этот мерзавец. Мерзавец, вам слово. Подожди, слушай, подожди. Тебя же на самом деле поймали же с мужиками. Видео есть, все есть доказательства. Слушай, из-за этого ты из ислама убежал, блядь. Животное, а теперь ходишь, блядь, доктор вас слушает, доктор слушает вас, говорите свои. Давайте, слушайте. Давай, шизофреник, давай говори. Я всего лишь поднялся. Не, расскажи. Я психолог. Я хочу услышать твой... Абу Кирилл дошло еще, он несколько раз хотел сказать Крикс, доктор Крикс. Абу Кирилл пришел, маршал. Давайте ему дадим слово. Всего лишь поднялся. Слушай, я всего лишь поднялся. Иди нахуй уже, дай человек сказать. Питер конченый, блядь. Пидораш, Мишарил, халяхнак, пидорас, могу. Вас вместе с Лазиком, идите. Выкиньте, пожалуйста. Убежал, он сам ушел. Говорите, Абу Кирилл, слушаем вас. Маршал, думал, сага, халяхнак, пидорас, могу. Ты проблемы, я цахер, да. Абу Анус. Кстати, с сегодняшнего дня называйте ПМ этого мерзавца с этим голосом, который будет под любыми аккаунтами заходить. Абу Анусом. Анус, просто Анус. Микрофон, да, и за хуя, босс, больше за хуя, за пальмич, и так чуяк, какие проблемы, я. И ты ниже пояса бьешь, вот все проблемы, а здесь куратор. Арбо верцут я Уэлш. Микрофон, да, и аж вода, да, а здесь очень куратор, шумдо, все, канал диешь. Ну нет, почти час мы ему задавали один и тот же вопрос. Вы мусульманин, просто ответьте, вы мусульманин. Он ни разу не ответил на этот вопрос. И это страшный ответ, что ли? Да, сказать, я не пойму. Или нет? Боится сказать. Арбо волш дует, то Аллах не простит, то я арбо моуцу, что этим делом занимается, святые имена нельзя упоминать, понимаете, Абу Кирилл? Абу Анус. Экран декоратор, процедуру успокоит. Да, пожалуйста, сделайте это. Сделайте процедуры. Абу Кирилл, сделайте, пожалуйста, русский православный, исламский, джихадистский, шариатский, по правам, по нормам и по праву шариатскому процедуры по очищению этого публичного пространства. Достоин. Аксимус, достоин. Запускай берлагу. Это я не могу понять, что сегодня с нашими задними... я понял, почему наши задние приводы активировались. Я сегодня, когда рассказывал про это движение, да, поехавшее это ЛГБТ-сообщество, вот этих сторонников террористов Хамаса, да, когда я их осуждал, они все тут налетели. Вы заметили, коллега, когда я объяснил? Ну, коня выводите именно... на Е2 тогда. Да, теперь я понял. Вот, исламский террорист. Громче вас слышно. Сейчас, минутку, дайте мне закончить. Подождите, вот смотрите, вот заметили? Я понял, что вот эти большинство террористов, они большие любители ЛГБТ-сообщества, то есть латентные скрытые. Вы знаете, о чем я, да? Латентные скрытые педики. И что хочу сказать. Когда мы осуждали здесь Хамас, здесь так тихо было. Сколько здесь слушал? 30 человек. И когда я начал тему,
говорить, что вот ЛГБТ-сообщество, сторонники терроризма, Хамаса, это Хизбаллы, что их тоже надо внести в список террористов за то, что они поддерживали террористов, что это опасная организация, которая уже несколько лет терроризирует весь мир, всю Европу, выходит на улицы, пропагандирует джихад, открыто говорят интихама, понимаете ли, ну, открыто говорят интифада, то есть интифада, интихама, открыто, ну, кричат, призывают к джихаду, ЛГБТ-сообщество, транс и так далее. И вот эти все агенты России, ФСБшники, которые разговаривают на чеченском языке, сразу прибежали, чтобы защищать их. Понимаете ли? Чтобы откреститься, чтобы защитить себя, защитить свою организацию, они решили повесить на меня свою организацию. Вы заметили, как сразу они тут налетели? Каждый заднеприводный муджахид начал сюда это самое залетать и объявлять и обвинять кого-то там в грехе народа Лута. Хотя сами таковыми являются. Когда забегают, все говорят: я твою, клянусь Аллахом, я твоего папу, клянусь Аллахом, я твоего дедушки, я твой дедушкин осел, клянусь Аллахом. Там. И тебя тоже клянусь Аллахом. Твой интервью это весь салам алейкум, то есть все. Волосы задние, там все такое, вот весь этот фетиш рассказывает. Вот этот ПМ, который зашел сюда, сразу эту тему начал. Он залетел сюда, чтобы защищать ЛГБТ-сообщество, которое пропагандирует джихад вместе с Хизбаллой и Хамасом. Совместно уходит, защищает это. Теперь все понятно. Я еще раз подтверждаю то, что я говорил, то, что вот показывали, публиковали на ЧГТРК у этого Сурсата, то, что вот это Машу, вот это все Вохта, которые говорили, что якобы поддержал ЛГБТ, то и все, то, что они, вырезали из контекста, а я говорил, если не будет ЛГБТ-сообщества, то лобби мусульманов не будет. Вот покажите мне, какая является лобби мусульман. Это трансгендерные, это ЛГБТ-сообщество, это леваки, это какие-то поехавшие зеленые, там красные, все, кто через задний проход хотят залезть кому-то. Вот это и есть лобби мусульман. Это факт. Кроме них, никто их не защищает. Возьмем людей правого толка, да, которые за свои ценности, за европейские ценности, там, за фамильный это самый институт и все такое, да, за свою историю. А ни один из них не поддерживает мусульман. Кто их поддерживает? Трансы, геи, все такое. Я говорил, что именно лобби мусульман является ЛГБТ. И вот этому подтверждение есть сегодняшняя картина, которую мы видели. Как только я упомянул, я начал критиковать ЛГБТ-сообщество как сторонника террора, которые стоят на стороне это самое Хизбаллы, Хамаса и других организаций террористических, точно так же, как исламского джихада. И это самое... Как называется этот стражи исламской революции, или как ее называют там в Иране, который терроризирует десятки миллионов людей, убивает, десятками сир, да. И их тоже защищают открыто. Коммунисты тоже их защищают. Вроде бы подумал, как коммунисты такие могут, да. И когда я начал их осуждать, все заднеприводные муджахиды, сторонники джихада, все залетели сюда и начали оскорблять. Но при этом они, как это начали делать? Опять же, через задний привод начали защищать ислам. Через задний привод. У тебя сзади вот так было, у тебя интервью так было. Расскажи, почему ты так сбежал, почему ты так сбежал, и то и все. Почему ты рассказал, что вот ПМ это самое убежал там, то и все там, что у него там сзади что-то делали, там, не знаю, салам алейкум делали. Ужас какой. Вот это еще раз доказывает, что лобби мусульман это ЛГБТ-сообщество. Но они боятся этого признаться, у них смелости нету, у них душка нету. Почему? Потому что арабы со своим богом их поставили в одно позо. Вот и все. Я закончил свою речь. У тебя здесь скажу, за Израиль ты слова не сказал. А вот скажи что-нибудь за Израиль, да, получается. Да. А почему за Израиль нужно что-то говорить?
Он говорит то, что его конкретно касается, да, вот что его убивает в его жизни, да, его народ убивает и так далее. Я вроде вот эту тему уже как-то здесь говорил, может, она не слышала, наверное. Вас конкретно, то, что убивает, еще раз. Я за вашу свободу, я за свободу там чеченского народа, я за свободу. Но я сейчас не начинаю углубляться, что вас убивает и как вас убивает и так далее. Я знаю, что вас убивает, да. Но я не хочу делать вот эти вот сейчас, как у вас говорится, это, ну как бы скандал, да, межсемейно устраивать. Опять же, я не лезу в ваше дело, допустим, да. И когда меня касается, и получается, что в конце концов, когда меня касается то же самое, получается, что мы схожи. Нас убивает одно и то же. И все. Я не захожу сюда к ребятам, это, ну, я внизу, те, кто пишут разные свои комментарии дебильные и так далее, якобы, перед врагом не рассказывают разную хрень, как бы, что нас убивает и так далее. Нас в том-то дело, что нас убивает то же самое, как бы, да. То же самое нас убивает, только вас убивает, еще начинает у вас как червь, знаешь, такой, который через ухо залез и начинает там питаться тем, что у вас в голове находится. Вас убивает оттуда. Вас оттуда уже начали убивать. Нас убивают физически, блядь, но мы с этим разберемся. Мы уже знаем, как с этим разбираться. Поэтому все так орете, там, кричите, убивают, ой, помогите, давайте этот, не дай бог, нас тоже коснется, как бы, да. Тут радикальных этих, блядь, исламистов убивают. Я понимаю, чего вы боитесь. Но ваш народ, конкретно ваш народ, убивать начали еще оттуда. Просто туда впихнули какой-то ядовитый червь, который, блядь, начал питаться вашими мозгами. Не ислам, опять же, ислам. Ислам можно преподнести, не знаю, оставьте ислам, любая религия. Я тоже религиозный. Нет, Лазик, перестаньте заниматься пропагандой. Подожди, ислам, он не есть я ислам. человек верующий, Хорошо, говорите про свое, но ислам хорошо, не надо, мы разберемся с исламом. Еще раз, я осуждаю свой радикальный ислам, который происходит у меня дома. Опять же, ну, я понимаю, что я занимаюсь тоже, как бы, даже таким чем-то... Да... Но если вы понимаете, просто говорите, у нас проблемы с арабами, с исламом, с джихадом. А дальше мы сами разберемся. У нас проблемы с арабами и с главным джихадом. Но когда заходят сюда мусульмане, я не могу язык... Да, вы скажите, зубами, разбирайтесь как бы, с чеченцами. Чеченцы будут ломать ислам. Мы пропустим через мясорубку его. Все, желаю вам удачи. И сломаем этот ислам. Ислам себе спину и шею сломал на чеченцах. Дальше он не пойдет. Да. Абу Кирилл, говорите, вам слово. Ну, все. И хотел... Allah yaşması nisa zammerat basхан. Бани сайдный хейрион. Шариат, халифат у него болится. Там с этим, с муллой, да? Да. Женщина, короче. Мы же выставили пост, сказали, занимается шарлатанством, колдун, чародей. Всякие там приговоры, наговоры делает, заклинания. А тот мулла такой сидит, даже не понял, куда его завезли. А Басхан его подставляет. Хрустальный шар у меня есть, я хочу послать по заказное письмо. Да, его, кстати, Абу Кирилл, его Басхан жестко подставит, и французские спецслужбы того посадят за все дела темные делишки исламские, русские ФСБшные. Басхана Музмагомадова. Ты себе вот, смотрите, я Мелбу на ночью зуб башен. Сюда Хабовского метте Вахуишин, Альштириат до 97 года. Шариатский судья. Вот этот человек, он 97 года, он агдывается, и первый в Грозном расстреле 97 года, вот непосредственно участие основания, ну и хаэрки, нокой. Dünya meldu adam sadaqdoft. Metiga milyonами, да, тысячами арбой гушан, шави гушан. А мэр зам мэру муткшке гош. Это келеян. Вахена и нохшик аму представляет, что усишта. А хавьются, сашнереш вахошин. Хена хаусиш, ха dünya meldu jihad. Dünya meldu jin, şeyta, и жюшха це и шаек нохч бе мажот эйзен хлай да это хэшан то и жин и жихад и шариат и хэш камнеш да мягко было сон нохчо не нормально ты
всегда представляют нас как какими-то мракобесами, вурдалаками, мусульманскими джихадистами, террористами. Все делается на руку Руси, чтобы нас представить какими-то мусульманами. И в этом очень сильно работают эти вот ПМ Абу Анус, Аслан, одной из шведских, скандинавских стран, Музмагомадовы, Джамбулат Сулеймановы, все вот эти вот деятели, Заки Ахмад. Мы говорим, мусульмане не могут быть чеченцами, а чеченцы не могут быть мусульманами, потому что это две разные цивилизационные видения жизни, два разных мира, две разные цивилизации, фундаментально отличающие друг от друга. Чеченское Нохчело построено на человеколюбии, на любви к своей родине, к своей земле, к своим предкам, к отрицанию насилия, неприниманию насилия. Тогда как ислам, секта одного араба-бедуина, мусульмане, только проповедует насилие, страх, террор, ложь, страх, убийство, продажа, рабство, насилие, изнасилование, растление малолетних детей, продажа в рабство, присмыкаться перед более сильным, не иметь своего национального государственного образования, быть каким-то серым, безродным мусульманином, серой безродной массой мусульман. Мусульманином может стать любой. Любой. Идет вот по улице человек, взял его, схватил за руку, сказал, ты хочешь быть мусульманом? Скажешь, да, хочу, все. Даже как себе, что валин, ла илlah илла Мухаммад Расул, эче, бусул гуршу. Амбоду нохчи, как бильче, ла илlah илла Мухаммад Расул, эче, онкер бертал, эче, хотигла маш хикуш, халиошула, хонохчи вац, хонохчи хиллур вац. Цунтел идуэ дюцек, шей нохчи хили, да хойш, цунах шей, дуак уэль, шей чахьей, цунах сидей, цунах дъхкидяш, шаш нохчи дуй, шей нохчи матта дъхкидяш, шей культур, шей истории, шей ас, шей идогор, васт, шей шмялил, что хум, шей нохчи эдля дъхкидяш, дозалдяш, кычнаган, балица дол, зулмица долш, шей нохчи мат ай бэй, шей нохчи қам ай дэй, далил богой, хымыца бог, шей нохчи қам диез богой, Hoqarians, arbehum en, raskehum en, kursnehum en, shulishke, shunachirdat, shunochchirdat, sunde shoqamnishi qadatsa terlo, hoqarir qamnishi qashudansa terlo, shu arbehum en liesholdir terlo, iraske shwen yuktu andu arbehum ibalnishti abakit tsirani dun hijr shelsh, magic shelsh, isha mellil, isul, arbo dealer shwen chuyech. Sext yu, ots qorancha, Kama Sutra tsundel oshtu. Als Rashukir Hamid Iayotse, Gidushum dat, Arbo buurtek, Lagdinisha, Uger, Hagerze, Lechtje, buurtek, Karurochke, per Otser buurtek, Gelay Muzmamut. Shina was de Yahizi net zo Tsuntienucha, Ishakach. Yashakash doen dat, Ibagpjan. Koit Zudiali na Bosch, Yashbich, Neer Zudri Hizi net zo, so Shishichiali na, Shikantiga, Sha, Kobal, Tilia Sultantiger, Ha Yachkan. Shi $1 waksh. Neer na hizi net zo, shasan bol arbo hizi nashun zo, kuch baksh da yash narant eletta watsi. Shasan bol shetaipa narant elech, yash berkinsani, ish bohka boks, dusant elech, ter duzos boks, ter kike bish hizush, sheteagwa tancha jalgi bandik, ala os dilu hizba megar dushun boks, os qorancha hayazin dushun, os qorancha taam dachun dez khaz, nochchish dochsh. Ots khadisha taam dachun nochchish doch shuma dachun sharkhsha taam dachun tsundel ochchienel Abu Anusu khach tsun kha mai busol din cho dik doish moy arbu mathush moy khachi tsun khatter dar wedin ta khol khatter dats habusol buy gas qimata вы мусульманин что жвапцо лоцо ишт бушони busol nach ikegzok halatyan beldabolos dehale suri worqayat dush Арбочу язенил елсмани юйцига шоус трай шит и жиру юцига гури бош нахчимат жиру юкыз ценца ятаглырца бош оцундуя и нах ире бешлиуш буиш и амди цажим ладуох хоқыз дуқу нах бошошун и дин доузич шамадар цундел хоқшуен шхена цун хеттен шхена Абусал бу явац оцкепер яхьоч кира дуагдоч мейральоч дуеналдоч хуль бусал так Abusal bu elçot ya. Honda az busal bincha ugar çoğ şiumdu. Piç batteri qireri. Piç batteri qireri. Piç batteri qireri. Qireri piç batteri. Busal stagan moh batşun. Si datşun. Danan datşun. Çama datşun dez. Milçuna kelava layxıl dağuroşu busal tak.
Busol tagi tsame desdats, tsunta raspi wogo tsuntechen, ich tsuna levin, sheglamas daichani, mezgi wochani, keg haltuan eichani meksha, и busol tagu boshek, dalila rushul, shie mochkar zudre hizush, ish bochka bosh, yi maginu, ko maginu, shi maginu bosh, zati arsh galish kisan, oskipper, dayol nach yushunish. Шейнайной сица доцар. От скоранча язин душон ди осурат кайхвал аяча. Шейнайной маизбиэл. От скипер бюхл бюрнах бушони арбой. Кетишу. Кидавагаца виз. Шейнайной маизбиэлчибе иш хизушур сойца бацы арбой. Тер ломдуй буса ломду бошу. Циек лом олчна. Ша шейнайн хизушу цан и масалинду. А вай божу цаца шейнайн ти шишинт ица койд. Цунтер вайнюкат бок. Бог барамбу, вайцан дац, вайцан хилишош дац, Ersi nochchi mubu, Zaterboch, Arboy nochchi bushun ist, Turkoi nochchi bushun ist, Sheikh Sidi, Sheikh Diz, Sheikh Lar, Sheikh Lar, Sheikh Sidi nochchi khil dahu. Vai mas sumete dadakhanchi gabosh dushun ist, Zadakchi borduwe, Arens borduwe, nochchi dein dat, nochchi illi khazit, nochchi illi lak, Bagayol esher lak, Kiech ponder, Adsar ponder, Watanchbol ponder, Bagaosbol ponder, Shamelig lakit, Nochchi Khalkhardi, Lauzardi, Sinkirambi, Shudoizer dushun, Idi Aresdol kamnish, Shulorer dushun, Shudezer dushun, Vai Nochchi komatsani, Shameldeg, Khaznik dushun, Admal, Tsanel, Boku, Commercial, Nachlarer, Nachtilatzer, Нех боконшларер, шейл боконш, войнаган, дайлер, цундел лоуш мадуэй, цундел хадеэн мадуэй силадол, нохчикам, отбусалчнах, мадац вайси, отбусалчнах, дин мадац вайх нохчикам, ок нохчикому, вайдейш нанош, хакоденик, хаден, цар лилин, чунцани, церцани, хадехкан душунвай, вай бусал долдер, дездачун, вай нохчи долдер, дездушун, цундел, сидие, пусардешей, нохчикоми. Тут я дерзуш, бях мобилиш хоми махкой, хартаган яхиловой, дукхан сахуль, госде пусинату конгрессы, луш ахшим, дуай бодегеш, тукам сахулис, мялхила дикам дервет. Ца нохчи хазал далдоштул, хар нохчи ом, садуй, цуча, хагой чамадар, нохчи хазал далдоштул, деши сан цен оливой, от нохчи ом циц хаделдол, от махкар хаделдол, хазал, хаз илли олитор дукой, багац оштул. А по-русски мы скажем, к сожалению, чеченцы потеряли свое многоголосое мужское песнопение. Грузины смогли его сохранить, но все-таки у нас еще остались маленькие задатки. Предлагаю вашему вниманию, широкой публике, чеченское мужское многоголосие, которое не основано ни на нашидах, ни на чем. Просто песня, чеченское хоровое исполнение чеченских мужчин о любви к своей родине. Деймахка халха. Вперед за родину. Нохчи матедяча, вай нохчи илли шкладуах, о шейком ел культура, от шейком дол имел дол кваргерхом дойзер душун. Слушаем для наших друзей, для всех друзей доброй воли, слушателей, врагов, недругов. Всех любим, всех уважаем, никакой пропаганды у нас против никого нету, но свое мы будем защищать и отстаивать. Всех любим, уважаем с любовью. Для всех людей доброй воли чеченская музыка в исполнении чеченского многоголосого мужского хора. Чеченское многоголосое мужское песнопение. Слушаем. Песня в исполнении чеченского мужского хора о том, что чеченцы всегда стояли на защите своей родины, своей культуры и через горный хребет никому не давали проходу и доступа к своей родной земле под названием Нохчичи. На этом мы завершаем наш сегодняшний прямой эфир. Благодарим всех участников, слушателей, а также всех тех, кто у нас будет слушателей, с любовью и желанием любви, свободы, всем людям доброй воли. Шу адикел марш-оль, дал меж дохтель нохчикол. Марш-оль. Шалом всем, мир, дай Бог вам, чтобы вы добились своей цели, дай Бог, чтобы мы могли встречаться, видеться и кушать друг друга дома, дай Бог. И чтобы у нас было вот так вот, как мы хотим. Ассаламу алейкум. Я Сульманов Джамбулат, руководитель чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». Минувшей ночью Евгений Пригожин и его подразделение «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону. Сегодня колонны вагнеровцев движутся по направлению к Москве. Российские силовики не оказывают особого сопротивления. Возможно, мы в преддверии очередного военного переворота и революции в России. Это событие однозначно скажется на чеченцах. Я обращаюсь
к свободным гражданам независимой Чеченской Республики Ичкерия, находящихся под оккупацией. Следите за развитием событий и будьте готовы в нужный час выйти на улицы и площади чеченских сел и городов, взять под контроль административные здания. Я также обращаюсь к руководителям, командирам кадыровских подразделений, не запятнавших себя кровью чеченского народа и издевательством над собственными гражданами. Сделайте свой правильный выбор в этот сложный час. Это ваш последний шанс реабилитировать себя перед чеченским народом. Или сложите оружие и разойтитесь по домам. В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководитель? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. Тхомаду именно азмахкадонгна российский уголовный кодекс Бабаша суд здайниш хакуш. То шартайки начала моусона сосана власти. Что ты знаешь, что гундина тхайчак дендоде чак дака дакна вот. Вот наше движение «Единая сила» центристское, потому что мы сторонники правового государства. Мы противники всякого рода крайностей, как в религиозном, так и в светском направлении. Чеченцы, нужно понимать, что чеченцы это 100%, потому что вычитать там какие-то 0,5% или 1% нет никакого смысла. Это 100% мусульманский народ суннитского толка. И если кто-то говорит о демократии, то какая демократия будет, если вот эти 0,5% будут навязывать 99,9% людям свое мнение, которое им противно. О какой демократии может идти речь? Правовым государством может основываться на каком-нибудь из прав. Если в Британии и англоцентричном, так скажем, странах есть прецедентное право, если в Европе есть римское право, то в мусульманских странах существует шариатское право. Государство может быть правовым, основываясь на какой-нибудь любой из существующих в мире правовых основ. В Китае это может быть другое право. Я не знаю просто, я не специалист в этом деле. Важно, чтобы не было автократии, не было диктатуры, чтобы народ решал, чтобы было выведено уголовный кодекс и другие кодексы законодательства и существующей какой-то правовой основы. Но важно, чтобы государство функционировало, где каждый перед законом равен, ответственен. Вот к чему стремится чеченский народ. Вот наше движение «Единая сила» центристское, потому что мы сторонники правового государства. Мы противники всякого рода крайностей, как в религиозном, так и в светском направлении. Чеченцы, нужно понимать, что чеченцы это 100%, потому что вычитать там какие-то 0,5% или 1% нет никакого смысла. Это 100% мусульманский народ суннитского толка. Однозначно. У нас даже 2-3% сейчас нет. У нас 0,00, наверное, сотая какая-то часть процента объединения, понимания, уважения или что-то в этом роде есть. 2-3% это колоссальный успех. Это хорошая основа для того, чтобы остальные 97% привести к этому мнению. Да, я Алашка, и что теперь? Да, я Алашка. Все, успокоилась, призналась я тебе.
Что теперь, обосраться и не жить, что ли? Было 5-6 человек, то сегодня их десятки, может быть, уже сотни людей. То есть вот эта тенденция, она настораживает, и среди этих людей ты замечаешь тех людей, которые в прошлом тебе казались, ну, морально устойчивыми. Ты понимаешь, что эта тенденция, она опасна. И тем не менее мы знаем, что эта группа людей всегда останется маргиналами среди чеченцев, так же, как маргиналами остались и другая крайность, которая возникла среди чеченцев в середине 90-х годов, и даже в конце 90-х, начале нулевых, потому что были предпосылки в середине 90-х, но явлением это стало именно в начале нулевых. Это такфиристы, так называемые такфиристы, те люди, которые до того привержены идее очищения ислама, что начинают всех обвинять в куфре, то есть неверии, и выводить из последователей ислама тех людей, которые, по их мнению, не соответствуют исламским канонам. Таким образом, эти люди обречены на то, чтобы быть сектантами, маргиналами и ограниченным кругом людей. Они никогда не станут уважаемой, принимаемой частью чеченского сообщества, также и любого другого сообщества. И на их перегибы, вот как в свое время в христианском мире появились целые движения, философские, идеологические, раскол самой религии, подобное явление от переусердствования радикальных элементов в исламе, как реакция на это появились вот эти неоязычники. То есть это другая крайность. В ответ на одну крайность появилась другая крайность. И обе эти части однозначно останутся маргинальными, то есть они не смогут никогда стать частью чеченского социального организма. Но при этом, если радикальные элементы пользуются религиозной риторикой, и где-то не особо осведомленный человек вначале может их воспринять за обычного последователя религии, мусульманина, и еще какое-то время будет в заблуждении общаться с ним, то с этими людьми, богохульниками, язычниками в чеченском обществе вообще не будут общаться, если только они не будут скрывать свои воззрения. И какое у нас должно быть отношение к национализму и к этнонационализму? Понятное дело, что к этнонационализму у нас сразу же появляется негативное отношение. Здесь как бы вопросов нет. Но некоторые заблуждаются относительно национализма. Можно ли к нему относиться порядочно, хорошо, либо его тоже нужно критиковать? Да, его нужно критиковать, потому что мы мусульмане. Мы не имеем права в рамках ислама говорить, что какая-то национальность должна отделяться и строить свою собственную внутреннюю и внешнюю политику на основе национального признака. Это противоречит исламу. Ислам не запрещает иметь свою культуру, не противоречащую исламу, свою собственную, иметь свой язык, называть себя такой-то и такой-то национальностью, говорить там, не знаю, я русский, я чеченец, я ингуш, я француз, в этом нет проблем. Носить какую-то национальную одежду, в этом нет проблем, если она не противоречит исламу. Иметь какие-то национальные традиции, обычаи, соблюдать их, если они не противоречат исламу, в этом нет проблем. Ислам запрещает отсепарировать свою национальность от других национальностей и говорить, что моя национальность имеет право на свою собственную внутреннюю и внешнюю политику. Этот момент запрещен в исламе. Потому что все мусульмане равны и должны держаться вместе, вне зависимости от национальных признаков. Да, я Аллашка, и что теперь? Да, я Аллашка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Что теперь, обосраться и не жить, что ли? В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до
проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. So dayaqiyesh izakon uqdash dayaqiyesh tamasях статьяю зудри бао божи бао цантер бао юбога қи таmasях шер анду халошел баон шедуq вaqutah кел замлаха россиюга юана масалан ба основна вакил пача qurşlaha сут эдяче хар үшерду элат сахивтсон хередуна ширдел элат самнах юстер дакан история полукштеду он ти хаж вахдил мегерду яқвассана шегуттур шогул шуар пиештагыта мегерду огона цадда зала силала да